Bizge kile fırınlar, bizden her bir şakşılığı bizden harçı, canar bizden kotkar, sin izgilikleri. Şükürü belâkem ulgâkemiz gevokta, elide gerçeklerle dümürden dümürge. Аминь. Продолжаем нашу конференцию. И слово предоставляется нашему дорогому иконописцу Виктору Трускалову, который представляет. Пожалуйста, проходите сюда, или даже лучше вот сюда присаживайтесь. Да. Нет, вот сюда. Вот, иконописец Виктор Трускалов представляет школу Святого Льва Олимпия, иконописную школу известную. И именно он написал 3 иконы святого Авраама Болгарского, святого Феодора Болгарского и святого Александра Невского. Вот сейчас предоставим слово нашему дорогому Виктору. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотел сказать очень важную вещь, связанную с иконописью и с миссионерством. Я с 2000 года занимаюсь профессионально педагогикой. Я профессиональный художник-педагог, вот уже 25 лет я занимаюсь педагогикой. И имею красный диплом художника-педагога и красный диплом духовной семинарии, который я закончил в 2006 году. Но я не стал священником, я пошел по пути работать с педагогом. Я работаю педагогом. Это мое любимое занятие. И занимаюсь иконописью. И все эти 25 лет я посвятил изучению иконы, изучению психологии людей, веры. И сделал целый ряд открытий, очень важных для всех нас. Вы можете посмотреть на необыкновенность икон. Видите, икона неровная, в ней нет каких-то анатомических логичных параметров. Она необычная, она алогичная, она парадоксальная, необычная. При этом она подробно проработана, очень подробно. В то же время она цельная, она имеет какую-то единую атмосферу. И при этом, при том, что она нелогичная, необычная, нереальная, какая-то странная, при этом она имеет необыкновенную силу воздействия. Видите, у нее есть сила воздействия, мощь. И возникает вопрос, откуда, почему? Почему у иконы такая сила воздействия на человека? И отсюда следует несколько рассуждений. Ну, во-первых, мы все понимаем, что изображен человек, обоженный человек, святой, который с Богом соединен, или сам Бог в человеческом обличии. Это уже, конечно, сильное воздействие. Но нас интересует еще техническая часть, почему икона именно такая, почему она так нарисована. Ведь много разных есть икон, и живописных, там, и Микеланджело там что-то рисовал, и стиль барокко мы знаем, и много всяких икон с розовыми щечками. А почему именно такая икона, которая, кстати, в 16 веке уже исчезла, каноническая икона? Почему боролись с иконой? И, отвечая на эти вопросы, мы начинаем понимать, что взаимодействие художественных форм, взаимодействие пятен, силуэтов, цветов, это то же самое, аналогично взаимодействию людей. Если хотите, взаимодействию этносов в стране, взаимодействию стран в мире. И в иконе сокрыта тайна взаимодействия. И одно из основных противоречий, которые мы видим в иконе, это то, как частности взаимодействуют с целым. Понимаете, частности здесь не ущербны, не отформатированы как бы под какую-то штамповку. Они индивидуальны. Все частности в иконе индивидуальны. И в то же время они объединены. Это также можно сравнить с тем, что у нас в стране много этносов, много народов, много культур. И каким-то чудом это все объединено. Каким-то образом. И наши, так сказать, конкуренты и противники, ну, можно сказать, те, кто рассчитывают все там на компьютерах, высчитывают, как
страны делить, как их там ломать, они не могут понять. Для них это тайна закрыта. Все нелогично, все как-то сумбурно, много народов, все должно развалиться, но оно не разваливается, оно еще больше и крепче соединяется. Так вот, икона нам показывает, что основной принцип объединения разных частей – это принцип подобия. С древности, с древних времен люди всегда стремились к подобию. Они находили какого-то святого человека, который имеет связь с Богом, пророка, монаха, подвижника, строили вокруг там свои поселения, стремились жить вокруг монастырей каких-то и стремились жить по подобию к этим святым людям. И выстраивался город. Мы знаем Сергиев Посад, много городов, которые были построены вокруг святых мест, где жили люди, соединенные с Богом. Таким образом, в иконе отражается принцип подобия. Все формы и все цвета подобны друг другу. Это как бы синий, как бы красный, как бы желтый, как бы зеленый. Но в каждом цвете отражаются другие цвета. Это не чисто синий, это не чисто красный. То есть все цвета немножко отражают друг друга. В этом тоже принцип подобия. Все формы, какие-то овалы, полосочки, все они, если с этого снять такой абстрактный шаблон, мы увидим, что эти все формы друг друга отражают. И самое главное чудо, единство возникает без потери индивидуальности. Вот это очень важно, что человек не становится винтиком в какой-то системе. Ну, как, например, у германцев, там, все, ты винтик на производстве, ты должен быть отформатирован, так-то мыслить, так-то делать. У нас совсем другая страна. У нас индивидуальность очень важна. Индивидуальность не подавляется. И единство индивидуальности – это, можно сказать, чудо Божие. То есть Бог каждого из нас меняет, как бы подчиняет обществу, подчиняемся мы друг другу по принципу подобия, не ломая своей личной индивидуальности. Индивидуальность только очищается от греховности. Вот все лишнее, то, что мешает быть в единстве, вот это отсекается. То, что ломает, то, что разрушительно. А то, что самое ценное в индивидуальности, вот эти этнические особенности, особенности культуры, наши различия, это важнейший фактор нашего единства. Пока у нас есть различия, и оно очищено Богом, и пока это яркое различие, вот кто, у каждого свой, так сказать, своя национальность, у каждого своя национальность, да, и она должна ярко проявляться. И тогда это создаст единство. И это вещь парадоксальная, и она в иконе есть. Казалось бы, чтобы объединить, достаточно всех отформатировать, чтобы все были одинаковые. В жизни такого не бывает. Если все будут очень разные, они никогда не соединятся. И вот чудо Божие в том, что Господь так в нюансах нас каждого меняет по принципу подобия, не уничтожая нашей свободы индивидуальности, чтобы нас объединить. И пока мы это знаем, пока мы это ценим, наша страна будет держаться. Но самые последние слова. То, что в иконописи, когда мы пишем, есть этапы проработки и объединения, обобщения. И эти этапы чередуются. Мы сначала структурируем изображение, то есть каждую индивидуальность прорабатываем ярко, и все как бы рассыпается и дробно. Потом тонкими слоями краски это все объединяется. Потом опять прорабатывается, потом опять объединяется. То же самое происходит у нас в жизни, и в политике, и вообще в нашей жизни государственной. Сначала все дробится, как бы рассыпается, оно балансирует на грани, потом это все объединяется каким-то невидимым чудом, духом, идеями, какое-то возникает единство, потом опять все дробится. И вот это чередование является очень тяжелым событием для людей, которые переживают. Вдруг они сейчас потеряют свободу, индивидуальность при этом этапе обобщения. Или наоборот, когда проявляется индивидуальность, то кажется, сейчас все мы развалимся, да, сейчас начнутся республики, там, тянуть друг на друга, каждый будет из себя что-то строить, и, естественно, страна расползется. Вот эти моменты самые опасные, когда все дробится и когда все объединяется. И здесь очень важно потерпеть вот эти этапы, эти волны, которые накатывают на нас.
Это просто так природа устроена, государство, природа человечества. И самое интересное, что в иконе это все изображается. Это такая тайная икона. И когда... И это еще с византийских времен идет. Это техника, которая связана с устройством государства. И когда это узнали тайное общество в 16 веке, когда расцвет тайных обществ был в Европе, они просто начали с этим бороться, потому что это идеологическая вещь. Иконопись просто вычеркнули. Вот. Я вам хочу сказать, не теряйте своей индивидуальности, очищайте ее покаянием, стремитесь к Богу, ищите святых людей и знайте, что когда нас смиряют, объединяют, когда нас ломают, мы от этого станем, мы не потеряем себя, наша индивидуальность будет ярче, наши таланты никуда не денутся. Не надо бояться, что сейчас нас сломают и все таланты у нас исчезнут. Это все нужно потерпеть. И мы тогда достигнем этого единства, будем держаться этого. И с Божьей помощью все вот эти вот сложные периоды переходов жизненных, вот этих природных явлений мы преодолеем. С Божьей помощью, конечно. Потому что это действительно чудо. Все. Да, просим еще минуточку рассказать про 3 иконы, которые были написаны в татарском стиле. Да, для вас, для нас всех написаны 3 иконы. Была сложная задача, чтобы икона была иконой, чтобы это не было просто картинка или иллюстрация книжная для детской книжки. Чтобы икона стала иконой, нужно было создать композицию. И композиция создается на уровне абстракции. Это, в общем-то, абстрактное сочетание силуэтов, пятен, форм, цветов. Ну, как всегда происходит, икона – это дело такое соборное, общественное. И в создании иконы участвует несколько человек. И в данном случае я участвовал как исполнитель, который знает правила иконописи, который их изучает. И наши дорогие Динара, Евгений, вот, они как композиторы, как люди, сочиняющие идею, в общем, наполнили все символами, нарисовали эскизы, как они это себя представляют, и мы постарались вместе все это перевести в каноны, в правила иконописи и создать эти образы, в которых также мы видим особенности национальные такие вот орнаменты, какие-то символы, и в иконе это все допустимо. Потому что, как я уже сказал, индивидуальность очень важна. Если она не разрушает целого, то она очень важна. Для Бога индивидуальность каждого человека очень важна. И свобода каждого человека. Вопрос лишь в том, чтобы он стремился к подобию Божию и не разрушал окружающих. Ну, что еще можно об иконах сказать? Вот можете смотреть, здесь символика изображена и знакомая татарскому народу и вообще тюркскому народу, знакомая символика и знаки. И в то же время видно, что эти восточные мотивы связаны и с христианской техникой, с греческой иконой, и немного с русской иконой. Больше пока ничего не могу сказать. Я не готовился к историческому. Спасибо большое. Спасибо. Да, пожалуйста, продолжайте активно собираться, сотрудничать, развиваться, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Спасибо. Да, трудитесь, потому что это очень важно. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Так, и, наконец, у нас сейчас связь вроде бы наладилась, да, батюшка Василий? Слышно нас? Да. Из зоны СВО отец Василий Асгар Минахметович Мухаммедшин. Пожалуйста, православный батюшка татарский. Мы слышим, мы слышим. Слышим, слышим. Слышно меня, да? Слышно, Да. отец Василий. Добрый вечер, братья и сестры. Отцы, там, я вижу, есть святые
носить это. Ну что здесь? Как говорят, как на войне. Хорошего мало, война идет, люди гибнут. Моя миссия, лично моя, вот, и готовить туда в бой. Вот, очень трудно, очень тяжело. Ну, кому-то надо породить, кому-то надо бойцам помочь. Вы все знаете прекрасно, что такое любовь. Любовь – это жертвенность. Вот в этом возрасте я на себя маленько принесу жертву ради победы нашей. И, надеюсь, победа будет за нами. Хотелось бы вам туда, в столицу, сказать, а ребятам бы, конечно, бы птичек побольше. В этом большой недостаток есть. Поэтому как-то вот так. Спасибо. Спасибо, отец Василий. У нас также в связи с плохой связью, да, не состоялось пока еще вот такого общения с отцом Павлом из Пакистана, но возможно еще удастся наладить связь. Он собирался выступить. Также владыка Феофан, который корейский и тувинский, он тоже, к сожалению, присутствовать не может, но у нас был разговор о том, что мы сделаем вот такой телемост. Точно так же, то есть мы с ним тоже на связи, да, и у нас есть взаимодействие, вот как раз когда доклад делал православный кореец, ну, я из-за того, что спешили, не стал как бы дополнять, но мы должны были первую часть завершить, перекусить. Вот. А так хочется добавить, что вот владыка Феофан на связи также, возможно, выйдет, а также у нас владыка Саватий кыргызстанский, бишкекский кыргызстанский, он сейчас смотрит, периодически тоже связь включается, выключается, может быть, из Кыргызстана кто-то выйдет от него или он сам, пока мы не можем точно сказать. Поэтому не удивляемся, если вдруг вот там резко мы на экран просим обратить внимание и немножко переключить тему, потому что такие минуты поймать сложно, да, когда связь наладилась. Вот, большое спасибо, отец Василий, мы по вам соскучились. Как помним, вы на наши все общие наши конференции всегда приезжаете. Вот, сейчас такая ситуация у нас военная, поэтому мы вас рады видеть вот, дистанционно, онлайн. Продолжим наши доклады. И сейчас у нас интересная тема, интересный доклад. Есть такое явление, называется единоверчество. Единоверчество. А что же это такое? Об этом нам расскажет наш дорогой батюшка, отец Кирилл Сахаров. В свою очередь я хочу сказать, что эта тема крайне связана с православными татарами, крайне связана. Дело все в том, что есть разные версии происхождения старого обряда. И вот одна из этих версий, которой придерживался и отец Даниил, мой близкий, лично мой близкий друг, и кум, и брат, и наш близкий друг, и учитель, и основатель общины. То есть вот версия была наша такая, что старый обряд – это татарский обряд. Тот обряд, который пришел с татарами-христианами, их предками из Ассирийской церкви Востока. Ассирийская церковь Востока, ее неправильно называть несторианской, то есть там не является богословие Ассирийской церкви Востока идентичным несторианству. Вот. Хотя люди обычно их называют несторианами. Ну и в историческом плане, но если быть более корректным, то это неправильно. Сейчас есть комиссия, которая изучает, насколько есть расхождение между богословием Ассирийской церкви Востока и православным богословием Вселенской церкви. Но одно мы знаем 100% до определенного момента, пока не были ослаблены связи между государствами. В результате войны шли между государством сасанидов и Византии.
в общем-то, не прерывались связи, и вот до определенного момента Ассирийская церковь Востока была такой же поместной православной церковью, как и другие поместные церкви. И, соответственно, там пошли дальнейшие разногласия, во многом обусловлены политическими моментами, на которые наложились моменты терминологические, вот, термин гнома, там люди по-разному этот термин понимали, но тем не менее вот эта вот часть истории вот этой церкви, Ассирийской церкви Востока, она малоизучена остается для нас. А ведь еще когда было каноническое общение с Ассирийской церковью Востока, христиане-миссионеры проповедовали на Восток. И проповедовали не просто проповедуя, еще создавая письменность. Например, христиане Ассирийской церкви Востока на основе арамейского письма создали сагдийское письмо для иранских племен. На основе уже арамейского и сагдийского письма создали татарское письмо, оно так раньше называлось, для монгольских и тюркских племен. Потом оно сейчас стало называться уйгурское письмо. Это такой вот столбик. И вот потом, когда процесс произошел такого вот как бы отделения вот этой церкви, Ассирийской церкви Востока, но миссионеры ее, они не прекращали проповедь на Восток. И вот, в частности, прошу обратить внимание на вот икону Курултай татарских святых. Здесь на уйгурской письме написано Курултай татарских святых. Вот она письменность, она еще раньше называлась татарской письменностью, вот столбик. Так вот, на этой же иконе здесь часть святых изображены до реформенного периода. И каким обрядом они, какой обряд они использовали во время своего общения с Богом молитвенного. Да? Здесь есть дискуссии, например, вот есть святой Далмат Исетский, татарского происхождения. Вот, значит, те сторонники старого обряда, которые, причем как православные, вот единоверцы, так и те, которые не находятся в канонической православной церкви, то есть не православные старообрядцы, или как они себя называют, староверы, они его себе причисляют, Далмата Исетского. Вот. Ну, как бы и православные старообрядцы, единоверцы, все говорят, что тоже он был старого обряда. Вот. Ну, естественно, там еще более древние святые, такие как, например, вот Чингизиды в первом ряду нарисованные, которые сидят, это прямые потомки Чингисхана по линии мужской. Это вот в самом центре святой Иаков Царевич Касимовский, блаженный. Он по отцовской линии потомок Чингисхана, а по материнской линии он потомок Мухаммада, основателя ислама. Он из рода сиидов. И вот рядом с ним святой Петр Ордынский, тоже потомок Чингисхана. Рядом с ним святой Феодор Долголяцкий, тоже царевич, тоже прямой потомок Чингисхана, страстотерпец. Также чуть-чуть выше изображены, обратите внимание, два сына Ивана Грозного, царевич Дмитрий и царь Феодор. А они почему изображены на иконе татарских святых? Потому что у них есть тоже татарская составляющая. Они имеют тоже татарское происхождение, как сам Иван Грозный. К нему обращались кровь Чингизова. По маме он был, мы знаем, потомок Елены Глинской. Ну, сын Елены Глинской, она была потомок как Мамая из рода Киян-Браджигин, которые потом получили фамилию Глинский, так и потомок Чингисхана, потому что Мамай был женат на дочери Чингизида, прямого потомка по мужской линии. Да, Сергей, что хотел добавить что-то? Да? Ну, добавить. Женибек, да. И вот, понимаете, здесь очень серьезные взаимосвязи, то есть у нас часть святых, которые русские святые, но они же и татарские святые. Вот что интересно, есть еще изображение святых ярославских, вот рядышком изображены святой Давид и святой Константин Ярославский, они внуки хана Мингу Тимура. И они же сыновья святого Феодора Черного.
То есть они по папе потомки Рюрика, по маме потомки Чингисхана. И вот у нас, ну, здесь я обратил внимание специально на эту икону, потому что совершенно гармонично вот тот старый обряд, он как бы вписывается вот в эту теорию происхождения его от татар-христиан, которые пришли в свое время, оторвавшись от центров ассирийской церкви Востока в Мерве, и пришли в православную церковь, которая была здесь представлена сначала двумя митрополиями, это русская митрополия и аланская митрополия, а потом их стало 6 митрополий. И, естественно, они пришли с какими-то обрядовыми особенностями. То есть они не могли прийти вот из той церкви, ассирийской церкви Востока, без обрядовых особенностей. И наряду с этим существовал другой обряд. Иначе бы не встал бы вопрос на стоглавие. Потому что если бы не было вопроса, не было бы и обсуждения этого вопроса. Поэтому совершенно очевидно, что это два обряда существовали в русской церкви параллельно. Потом был сделан выбор в сторону старого обряда, потом был, наоборот, сделан выбор в сторону нового обряда, как мы их сейчас вот маркируем. Но это, я говорю так общими словами, конечно же, там где-то в деталях кто-то может более там что-то сказать детально, точное, да? Я не претендую, чтобы сейчас здесь с кем-то дискутировать на эту тему. Здесь важно обозначить саму суть явления. Так вот, сама суть явления состоит в том, что многие татарские аристократы и казаки, они вошли в состав русского народа. Вот, я имею в виду аристократы, в плане князья, дворяне. Что было в системе Золотой Орды слово казак? Это значило простой воин. Простой воин. То есть не крестьянин. Это человек военнослужилого сословия, который не имел своих крестьян. Ну, если по-русски переводить, дворянин однодворец. То есть дворянин, у которого нет крестьян. Это называлось казак в татарском обществе. Да? Кто такой Мурза? Эмир Заде, то есть это тот, кто, это персидское слово, тот, кто стоит за князем, то есть чуть-чуть младше князя. Это то, что у нас называли дворянами вот, в русском языке. То есть были князья, бояре, да, они, как правило, имели вотчины, а были помещики, которые имели поместье, их помещали куда-то. И вот их называли мурзами в Золотой Орде. Потом выше были беки, это князья, султаны, это были великие князья, те, кто царевичи их еще называют, и ханы, или потом слово паша вошло, персидское, потому что персидский язык, он был тоже на таком же уровне, в общем-то, считался языком интеллигенции. Не просто так, в Османской империи официальным государственным языком был не турецкий только лишь, а был османский язык и был язык персидский. Персидский был официальным языком Османской империи. Так вот, все это очень, очень взаимосвязано. Все эти тонкости. Было еще также влияние, есть еще одна версия, это влияние армянской апостольской церкви на русский обряд. Вот со стороны армянской апостольской церкви на формирование вот этого старого обряда. Мы сейчас здесь не ставим целью дискуссии по поводу появления. Но мы очень просим нашего дорогого, уважаемого отца Кирилла рассказать о таком явлении, как единоверчество, и насколько оно может быть эффективно сейчас и задействовано в проповеди Христа восточным народам. Дело в том, что у единоверцев, единоверцы это православные, да? Нужно сразу сказать, православные христиане. То есть дело в том, что вот в том обряде есть нечто, что очень сильно сближает с таким восточным татарским обрядом, вот, современным, который мы стремимся, что ли, расширить для того, чтобы облегчить людям восточной культуры исповедания Христа. Дело в том, что там есть очень много сходных деталей. Например, ковровые покрытия, переобувание, например, соблюдение чистоты рук и лица, как это было в древней церкви. То есть вот эти омовения, вот даже отец Даниил ставил умывальник перед храмом, чтобы люди могли
омыть руки, лицо перед тем, как зайти в храм. И те же самые множественные вот земные поклоны. Это все есть и в обычном обряде, но есть определенные какие-то моменты, сближающие вот с тем восточным обрядом. Ну, в частности, есть элементы, например, сближающие то, что нравится, например, очень сильно мусульманам в старом обряде. Это одежда женщин, которая похожа на хиджаб, да? То есть у нас традиция в старом обряде у русской женщины было 2 платка замужней, а у которой не замужней была традиция 1 платок. Это вот в том старом обряде. Вот, причем на узел не завязывали, а булавочки закалывали. Да? Вот. Ну, то есть такие вещи, которые мусульманам, вот, допустим, которые здесь проживают, они очень близки. И вот насколько мы можем рассматривать потенциал единоверчества для проповеди Христа восточным народам, восточной культуры, хотелось бы попросить вас, дорогой батюшка, на эту тему. Я хотел прежде всего сказать, что дело миссии живет и развивается. Я не поверил своим ушам, когда услышал помощника такие слова. Батюшка, вы не поверите. Значит, водителя такси, который вас повезет на данное мероприятие, Чингисхан. Вот скриншот, я надеюсь, сделал. Я подумал, Символ. Батый, Мамай, Тамерлан, Да. впереди вполне возможно, что будут и такие фамилии. Вот всю жизнь как-то идешь, соприкасаясь с татарским народом. Вот в школе донбасское детство. Помню прекрасно семью Шайхутдиновых. Я бывал у них дома. Но Федя Шайхутдинова была порой непросто. Я помню урок истории в 4 классе. Начало монголо-татарского ига, взятие Киева. Все взоры, значит, на Федю. Сколько забиянок задирал по этому поводу. А Федя отбивался. Мой папа был участником Великой Отечественной. Тем самым нейтрализовал. Вот проблема миссии, посмотрите, вы, наверное, не очень представляете, насколько много протестантов в Москве. Я специально этим вопросом занимался и десятки раз посещал разные собрания с целью изучения. У меня, соответственно, количество статей в интернете по этому поводу. Вот такая картина. Значит, колокольный звон заливистый, большой электрический транспорт, идет то ли таджик, то ли узбек. Спрашивают, где тут церковь? Мы говорят, ну вот же, звон, вон церковь. Не-не-не-не-не, мне нужна другая церковь, а там неподалеку пятидесятники. Почему? Почему они туда устремляются? Вот это нужно очень серьезно все анализировать. Тема, конечно, безбрежная, поэтому где-то культурами я буду какие-то интервенции, которые были сейчас озвучены о генезисе старого ряда, они для меня очень новелла, для меня более убедительно классический взгляд на этот вопрос, что он заключается как раз в следующем. Русь в X веке приняла христианство от Византии со всем ее богослужебным укладом. И Русь законсервировала все это. Вообще, русские люди, за них характерна приверженность внешним формам богопочитания, как ни в каком другом народе. Вот. И мы знаем историю Рима, был первый Рим, который был в XI веке, католики, латиняне, потом падение Константинополя, 1453 год.
чему предшествовала Лионская уния 1439 года. И пальма хранения чистоты православия переходит на Москву, которую он становится Вечным Римом, акцент православия. Единственное свободное православное государство от того времени. Все прочие народы попали под зависимость османов, турок. Это вот очень важно выяснить себе. И метаморфоза произошла не с Россией, не с Русью в плане каких-то там искажений, каких-то там новых, а именно греки, формально наши учителя, находясь в таком трудном положении, с ними мусульманами, корянами, как это говорили, и вынуждены обращать свои взоры на Запад, вот эти типографии западные, учебные заведения, и постепенно латинское влияние, оно пронизывало и иконопись, в меньшей степени церковное пение, но в богослужебном плане, конечно, были большие такие вот проблемы. Не случайно, когда депутация епископов старообрядческих в начале 20 века посетила Святую Землю на встрече с патриархом Иерусалимским, когда он спросил, как вы находите наше богослужение, они так дипломатично молчали. Патриарх это заметил и говорит, ну слава Богу, что находясь столько веков в таком положении, мы еще что-то сохраним. Поэтому установка для патриарха Никона в середине 17 века о том, что нужно ориентироваться на греков в исправлении книг, приведении к единому знаменателю. Вот это была установка неверная, и более того, как доказано многими православными исследователями, еще до революции, достаточно назвать профессора Каптерева, что они использовали не какие-то древние книги, как эталон для ориентировки к этому исправлению. Конечно, были какие-то мелкие там помарки, какие-то там несущественные совершенно, да. Ничего еретического не было в старых книгах и древних обрядах, совершенно. И вот, значит, ориентировались именно на современную, греческую, уже серьезно деформированную практику, да. И этим никак не могла согласиться народная совесть. За третий не самых крупных людей выступили против этого. Вот. Но современные исследователи типа Бориса Павловича Кутузова в нескольких книгах он доказал, анализируя, собственно, реформу, сравнивая книги, 97-8% предпочтения старому варианту, старой редакции. Более того, не просто там какие-то ошибки и изобилие места не к месту, еси, что затемняло смысл, но даже вот такие первые, в кавычках, допустим, в чине панихиды, и праведного жертву водою попалил еси, в новой редакции. Огнем старой, что логично, тут водою попалил. Или, допустим, в чине крещения так расставили запятые в чине оглашения, заклинательных молитв, что непонятно, то ли мы заклинаем эту злую силу, то ли она нас заклинает, только где-то уже накануне революции несли поправку. Ну вот и гонения, конечно, кровавые гонения, они то затухали, то обострялись, особенно в стороне были высокие, и Николая Первом, эти гонения. За что? Кровь от крови, плоть от плоти нашего народа. И тут, допустим, сейчас мы видим, не помню, несколько некая своеобразие, но в рамках допустимого. Вот. Значит, есть возможность некого свободного выражения при главном, что единая вера, отсюда слово единоверие. Вот.
почему бы это не допустить? Зачем же требовать ломать через колено и ранить народную совесть, требуя вот этого какого-то единообразия, причем ориентиром на сомнительный такой вектор. И вот постепенно шел пересмотр, болезненный пересмотр вот этого отношения от радикально негативного до более положительного, более мягкого. И я подхожу к единоверию, такое слово красивое, мне всегда нравилось. Но любое слово новое, оно вызывает смущение. Мы православные, мы единоверцы. Ну как? Хотя суть одна и та же. Единая вера, но нюансы, различия в обрядах. Когда меня спрашивают, много ли различий, я говорю, 10 крупных и несколько сот нюансов в определенном плане. Вот разница. Первые ласточки были наверное, при Екатерине II. Она на аудиенции Сената и Синода, в общем-то, говорила о том, что с точки зрения государства, прагматическое, это все неоправданно. Эти все гонения, так сказать, все ущемления, что нужно находить какой-то выход из положения. Она была против именования раскольниками, старообрядцами, на этом настаивала. И это конец XVIII века. В среде старообрядцев тоже зародилось движение с курсом на единение. Достаточно назвать имя инока Стародубского Никодима, который был на аудиенции у Екатерины. Он просил дать возможность служить приличным образом по старому обряду. Вот же древний византийский обряд. Вот. И они входят в подчинение Синода, принимают священство от официальной церкви. И граф Потемкин был к этому расположен, потому что нужно было заселять новые земли Новороссии. И все это вылилось в конечном счете в 1800 году, уже официально было учреждение единоверия. В этом плане Павел I очень много сделал, а формально составил 12 статей о единоверии митрополит Платон Левшин. Эти пункты единоверия, они были вначале таким дискриминационным уклоном, что прихожане таких храмов могут переходить в православные обычные приходы, а православные не могут, и так далее. И не случайно в старообрядческой среде стали называть это явление унией, по образцу, как Белогорская уния. И сами единоверцы чувствовали некую ущемленность своего положения. Клятвы, наложенные Большим Московским собором 1666-67 годов, сняты не были, хотя им говорили, тоже митрополит Филарет Дроздов разъяснял о том, что, входя в единение с церковью, клятвы автоматически они отменяются. Но, тем не менее, смущение оставалось. Но судьба этих приходов, которых было до революции примерно 650 и 20 монастырей, она, в общем-то, была такая противоречивая история. Дело в том, что несколько выражений пришлось без своих. Как вот единоверцы себя чувствовали, что и старообрядцы к ним относятся так пренебрежительно. И в среде официальной церкви тоже как и воспринимали как полураскольников. Неуютное такое положение, отголоски чего даже до сего времени мы можем наблюдать. Но вот шел процесс какого-то выхолащивания этих приходов, потому что назначали священников, не знавших эти особенности, архиереи приезжали, тоже не знали, постепенно какая-то происходила ассимиляция. И к началу 20 века, в общем-то, положение было далеко не идеальным, но в 20 веке, в начале 20 века, начали происходить съезды единоверческие, где, в общем-то, вырабатывалась такая позиция, что нужно клятвы снять, признать
равноспасительными, равночестными и старые и новые обряды, что нужен епископ отдельный для единоверцев, свой епископ, знающий свою эту специфику. И в 1918 году патриарх Тихон рукоположил первых 4 викарных епископов для единоверцев. Один из них, Симон Кусинский, пострадавший в 21 году, был причислен к Епископу. И еще ряд священников, что-то были прославлены как новомученики. До войны около 30 епископов было у единоверцев. Вот. Поместный собор 1917-18 годов эту проблематику имел в виду. Был специальный отдел по этому направлению. Митрополит Антоний Храповицкий тут активно трудился, еще ряд известных архиереев. Но помешали революционные события тому, чтобы клятвы эти снять и признать равночестными, равноспасительными старые новые обряды. Но в отношении вот такого хуления старого нашего древнерусского наследия неоднократно церковь высказывалась, например, на Киевском миссионерском съезде 1885 года о том, что недопустимы порицательные, оскорбительные выражения в адрес нашего древнерусского богослужебного наследия. И лишь только синод митрополита Сергия Старогородского в 1929 году это решение принял постановление о снятии клятв и признании равноспасительными, равночестными старые и новые обряды. Собор 1971 года на соборном уровне это подтвердил, а также юбилейный собор в 1988 году. Важно также отметить меморандум, который в 1991 году был подписан представителями старообрядчества и со стороны Московского патриархата митрополитом Кириллом Гудяевым. В этом же меморандуме говорилось о том, что недопустимы порицательные, оскорбительные выражения, о том, что гонения были несправедливыми, что очень важно. И, пожалуй, последним документом по этому тематике это было в 2000 году, когда отмечали 200-летие единоверия. Вот. На сегодняшний день примерно 60 преподов имеется в Русской Православной Церкви, таких. Вопрос о епископе остается открытым. Существует специальная комиссия при ОВЦС, которая называется «По делам старообрядных преподов и взаимодействия со старообрядчеством». Секретарем является отец Иоанн Любов, бывший наставник Беспоповский из Риги. Он же настоятель храма Покрова Рубцова и руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции. Кроме этого прихода в Москве еще на Таганке, храм Никола Студенцах и Игумен Петр, и наш храм Никола на Веретеневке, 3 храма Подмосковья и так далее. На сегодняшний день самый актуальный вопрос в развитии, уврачевании этой раны, это, конечно, признание, выражение, точнее, сожаления о гонениях, которые имели место быть. Об этом митрополит Кирилл говорил на одном из соборов, что это решение приняло заявление Русская Церковь за рубежом, и как бы и для Русской Православной Церкви, но больше организма, больше требуется времени и разные, так сказать, векторы, чтобы к этому решению подойти. Это не будет означать, как не означало постановление о снятии клятв, моментальное объединение, но психологическая разгрузка будет налицо. Это совершенно ясно. Это очень важно. И, наконец, что касается точки соприкосновения нашими братьями татарами, на приходе несколько человек, татарской крови, супер, там, просят мысля, да, отец, да, вы правильно заметили.
И наши паломники, когда бывают на Святой Земле, они неизменно испытывают такую симпатию со стороны мусульман вот в таком вот публике, которые, скажем, сербы иногда принимают за мусульман. Россия православная, бывало еще. Еще два момента я бы обозначил, которые убеждают. Мне кажется, что, во-первых, это пение, русское пение, тем более наложное пение, что архаичное, с такими заунывными моментами, она напоминает такую восточную музыку. Потом одновременное поклонение, то есть нет разнобоя поклонов, все поклоны делаются только в положенных местах. Как поясные, когда положено поясные, так земные, когда положены земные поклоны. Иногда их бывает очень много, несколько сот в маленьком состоянии. Там, правда, преобладает метание, когда головой не касается пола, но тем не менее это тоже такой полуземной поклон. Вот эта одновременная волна поклонов, стоящих в ряду людей, она напоминает мусульман, и тем более, когда бывает вращение, когда все в положении ниц находятся, считается вращение, скажем, в конце седношного бдения или перед благословенным царством на литургии. Я помню один мужчина, зашедший как-то, или серб, архимандрит, как у мусульман, как-то все рухнули. Вот. Есть такие моменты, которые, наверное, были бы симпатичны для татар. Повторяю, тема безбрежная. Насколько заключение, самое последнее, перспективность единоверия. Да, это вот такой один из факторов, который может послужить нашему духовному возрождению, но это все-таки твердая пища. Как бы ты с симпатией такой не относился, любой священник, немало священников симпатии работают, они приходят, смотрят и даже послужат, 10 священников сослужили мне, день моего адреса, но уже само то, что по времени, это в 2-3 раза дольше, уже это барьер для того, чтобы это явление стало массовым. Можно сейчас говорить только о фрагментарности, какой-то, не случайно мы даем разбивку объявления, скажем, с такого-то по такое-то время малая вечерняя, вечером субботы, потом малая вечерняя, великая вечерняя, утренняя, разбивку, чтобы люди могли какую-то часть цельно воспринять, тем более начинающие, чтобы не было с ним твердой пищи. А так это очень большая тема. Это общинная жизнь, характерная для этих приходов, традиционно общинная жизнь у нас в Петровских времен как-то, так сказать, в таком загоне сейчас редкие такие случаи. У нас изначально общинная модель жизни, тоже отдельная большая тема. Приглашаем заходить из всей такой строгости чина, ряда, порядков, тоже омовение рук. Это не все торопятся в это присутствие, но это логично, ты пришел с улицы, так сказать, омовение рук и в чистоте принимаем святыни, Господу, антидор, по-старому. Используются такие условники, как мусульман, кстати говоря, называются подручники, для того, чтобы при многочисленных земных поклонах сохранить чистоту рук, наклоняется к полу. Эти подручники никто специально не отменял, но просто из-за того, что снижалась аскетическая планка и количество земных поклонов уменьшалось, уже не было такой востребованности с них, они как-то постепенно уходили. Вот. При всем такой строгости наш приход, я думаю, что это так на самом деле, один из самых открытых, контактных, всегда приглашается люди на практику, всегда ответы на вопросы и так далее, и так далее. Так что, еще один момент, я дважды в Казани был, уже 300,
в Казани я был. И Казань была один из центров единоверия революционного. На сегодняшний день практически ничего не осталось. Хотел сказать, вот там имеется епископ, там Поповская община крупная. Но единоверие не сохранилось. Хотя храм единоверия, допустим, 4 евангелистов, там где музей, есть, можно было как-то возродить. Вот. Может быть, данное наше мероприятие даст импульс к тому, чтобы единоверие в Казахстане как-то стало возрождаться. Спасибо. Если у кого-то есть ли какие-то вопросы к отцу Кириллу? Можно два слова? Да. Я просто в подтверждение ваших слов хочу сказать, что мой отец мусульманин. Из всех направлений христианства очень потерял старообрядчество, но и даже немножко к нему тяготел. Именно вот в связи с этими многими внешними особенностями. Вот что я хотел бы узнать. Вы когда сказали Кирилл Гундяев, вы имеете в виду патриарха нашего? На тот момент он был митрополит. Митрополит. То есть митрополит Кирилл, да? Митрополит Кирилл. То, что вы сказали, Кирилл Когда Гундяев. вы будете патриархом, я многое чего умею, но двух вещей так как бы я не знаю. Я не владею украинским языком, и я не могу сказать по старому обряду. Но у него, так как он имеет митрополита Никодима, одного из главных инициаторов отмены клятв на старые обряды, у него определенные положительные отношения присутствуют. По крайней мере, я неоднократно приезжал в Смоленск, и по его благословению совершал молебный на старому чину знаменитого образа Дмитрия, огромного собора Израиля, некоторых других храмов, и по Москве, Данилов монастырь и так далее. Совсем недавно Смоленская икона в Новодевичьем монастыре, который организация. То есть он очень положительно к этому относится. Я думаю, что в этом году я осмелюсь послужить по старому чину и в Лоховском соборе, в ряде других московских храмов, где есть чудотворные иконы. Вот, в принципе, это патриарх Зеленый. Спасибо большое. Можно будет еще задать вопросы отцу Кириллу, но после того, как у нас очень долго нас ждет батюшка из Пакистана, это единственный православный священник Пакистана. А Пакистан, вы знаете, это страна, которая вторая по численности, по количеству мусульман. То есть первая это Индонезия, а вторая по количеству мусульман это Пакистан. Поэтому давайте мы нашего батюшку поприветствуем. Он расскажет о своем пути. Его имя отец Павел, но очень интересно у него фамилия. Сейчас буквально мне придется прочитать. У него фамилия Анджум, его отчество Анджум, а зовут его Сушил. Да, поэтому, батюшка, мы рады вас слышать. Вы нас слышите? Только был. Отец Павел, вы нас слышите? Дорогие братья, сестры, отцы, приветствую всем. И так желаю сегодня воскресный день. Светлого Христос воскресе. Меня зовут, как уже говорили, Ирий Павел. Сам из Пакистана, пакистанский, всем говорили пакистанский. Я вообще закончил Томский духовный семинарий, и после окончания семинарии служил в Пакистане.
Да, сегодня, поясню, отключали интернет в Пакистане из-за волнений. Вот, пока сейчас устанавливается связь, расскажу, что последние буквально год-два в Пакистане, Иране и Афганистане разрешили татарам идентифицировать себя как татары. То есть там есть порядка 6 миллионов населения, которые себя считают татарами, говорят на персидском, не на тюркском, на персидском. Но это как нечто подобное казаильцам, которые тоже говорят на персидском, но при этом они себя считают потомками, потомками воинов Чеченстана. Так вот, там есть сейчас около 6 миллионов татар в Пакистане, Иране и Афганистане. И непонятно, вот, скажем так, для науки они неизвестны. То есть это прям буквально новое явление, и даже, мне кажется, не знает ответственные чиновники Татарстана, что с ними делать, как их, с ними взаимодействовать, там, как бы интегрировать, не интегрировать. Вот, ну, если с крымскими есть определенные, ну, так сказать, разные подходы, да, то с этими вообще никто не знает, какой к ним подход. Нет, понятно, что все нацелены на выстраивание отношений, выстраивание связей. Вот. Но вот есть такое интересное явление. И у нас не восстановилась связь с батюшкой. Ну, давайте мы, пока он будет восстанавливать, дадим слово еще следующему выступающему. Вот восстановил связь. Да, прошу прощения за плохой интернет. Да, хотел как-то рассказать краткую историю, как у нас появился православие вера. 2005 года первый раз греческий, ну это Константинопольский иерарх, митрополит Никитас приехал в Лахоре, меня помазал, и как первый, как священник, это отец Иван Тальмир, который бывший католический священник, он готовил к этому, и 2008 его рукоположили в греческий монастырь, мы не знаем, как их называли, но через него как уже начало как православие вера в Пакистане. Я тоже как первый раз как ходил к нему, и много как мы ходили к нему и стали православными. 2012 у нас РПЦЗ, они начали как работать, как миссионерствовать. Это организовал отец Георгий Максимов. И рукоположили 3 священника, которые потом уже запретили. Остался только один священник из РПЦЗ. Отец Иосиф Тамир тоже бывший католический священник. Я как поступил с рекомендацией отца Ивана и отца Георгия в Томский духовный семинарий 2012 и 2017 я закончил. Я как получается, я первый, который полный как процесс прошел семинарий и закончил. А после этого 2017 года я как вернулся в Пакистане, начал служить в Лахоре. У нас прошествовал прихожане, это бывшие католические и пакистанские люди. Мусульман мы можем трогать, потому что в Пакистане очень строгие правила. Если кто-то выйдет из мусульманства, ему дают смертный казнь. И так было после очень так часто бывает. И поэтому очень как строгий такой у нас атмосфера. Но очень много желают из мусульманских, которые желают быть христианином, православным. Но одного девушка мы как в Москве там готовили, и мы крестили ее в прошлом году, слава Богу. Она уже как причащает, она уже здесь тоже была. Вот такое у нас служение. Я служу уже, у нас
домовой храм уже закрыли, но опять открыли в Исламабаде. И еще 3 общины Файсалабад, Миаджару и Хайдарабад. У нас 3 семинариста сейчас учатся в Томской семинаре. 1 поступил в прошлом году, 2 поступили в этом году. И мы потихоньку, мы уже перевели много текстов, литургии мы служим на нашем национальном языке, это урду. Это 95% похоже на индийский язык. И мы потихоньку как еще тексты переводим, сколько сил хватает, и стараемся служить везде, где наши верующие есть. Спасибо большое. А так у нас... Да, слушаю. Слушаем. Можно задавать вопрос, как так лучше. Да, у кого есть вопросы? Сколько прихожан в храме? А? Сколько прихожан в храме? Сколько у вас прихожан в храме? Спрашивают. У нас сколько приходов? Нет, прихожан. Людей. Да, количество людей в одном приходе. До коронавируса у нас 50, цифра 50 в Исламабаде, 50 в Лахоре. А сейчас где-то 25 в Лахоре и около 20 в Исламабаде. В Исламабаде у нас около 40. И также в Миаджару тоже 20 и в Хайдарабаде где-то 27. А в Хайдарабаде это бывшие приходы ПЦЗ, которые никто не за них смотрел. Мы создали новый. Ну, как вообще, как сказать. Еще вопрос к вам. Были ли у вас соприкосновения с старообрядцами в Пакистане? Есть ли там старообрядцы? Да, я как раз один раз встретился этого священника. Отец Кирилл Амир, он как священник старообрядцы служит в Сарготе. Он как один из запрещенных священников, который АГЦ запретил. Ну, вообще не знаю, что там произошло, но они как его запретили, а потом он перешел в старообрядцы, но он служит как священник старообрядцы. Понятно. Вот, Он приезжал к меня в Лахоре несколько лет назад. Но и как мы разговаривали, чай пили русский и общали вот. спасибо. На каком языке идет богослужение или на каких языках? На урду, славянском? У нас как национальный язык, потому что это бывший индийский субконтинент, и это английский колония. У нас английский как получается второй язык. И поэтому все документы, все государственные документы или как государство тоже использует урду и английский. Урду пишется как арабским шрифтом, и разговор это 95% как индийский язык. У нас оба используют, а так у нас провинциальный язык тоже есть. Как я из провинции Панджаба, я тоже как получается панджабец, и я проповедую в село на Панджабе. А так все понимают урду, поэтому мы переводим все тексты на урду. Понятно. Хотели узнать, слышали ли вы что-то про татар Пакистана? Вот вы только что эту тему подняли, что в Пакистане и в Афганистане, и в Иране в последнее время многие люди стали себя идентифицировать как татары. Вы встречались с такими? Я не встретил. Ну,
Ну, еще один вопрос. Ясно. Еще один вопрос. Я про вас слышал, что вы были раньше протестантом. Так ли это? И насколько был вот этот путь из протестантизма в православие? Я потерял, связь потерял. Я про вас слышал, что вы раньше были протестантом. Так ли это? Нет, я вообще родился в католическом семье. Католическом, да? Значит, не протестантом, а рим-католиком, да? Родился в католическом семье, да. Мгм. И через отца Иоанна я как перешел в православную церковь. Мгм. Понятно. Много ли протестантов в Пакистане? И много ли католиков? Не понял еще раз. Много ли Связано. да, протестантов в Пакистане? Много ли Да, протестантов? как и население по Google, если вы смотрите, там есть 3 миллиона христиан в Пакистане. Половина это католические и половина это протестанты. Фактически я считаю, что есть где-то 16 миллионов христиан. Это государство сокращает цифры христиане в Пакистане, а примерно есть 16 миллионов христиан истинно в Пакистане. Но большинство из этих они протестанты. И как остальные они католические. Но как честно я вам расскажу, что я писал дипломные работы на это тоже, как на окончании семинария мы должны писать. Я писал на современной ситуации христианства в Пакистане, Индии, Непал, но больше я про Пакистане там писал. И, так сказать, в Пакистане или Индии нету истинного христианства, поэтому нужно православное, чтобы здесь было. Это, которая форма сейчас есть христианство в Пакистане, это терминология синхронизации. Они не христиане, не индусы. Они как в середине, как стоят. Потому что они все традиции используют индийский и называют себя христиане. Они даже Бога не знают, что написано в Священном Писании, что в Библии писано. Они даже христианство не знают. Поэтому очень нужно, что православные веры был в этой стране, в Пакистане, Индии, Непал, Шри-Ланка. Очень как важно здесь миссия. Насколько проповедь протестантам и римокатоликам вам кажется перспективной в Пакистане? То есть, что для этого нужно, чтобы вам какую-то оказать помощь в миссии? И... Но самое главное, давайте я вам расскажу. Когда вот католические миссионеры приехали в индийском субконтиненте, я дружу с отцом Климентом, который в Индии служит. Мы это знаем. Они так работали, что они быстро все как открыли церковь, сделали проекты и решили проблемы люди, помогли люди. Потому что которые христианин есть, они смертного, как сказать, каста, они очень бедно живут. Они живут, как они просто голодают, честно говоря. Поэтому как-то мы, если организировали, я не говорю, что мы должны их кормить. Мы должны создать какие-то работы для них или какие-то опыт для них, что они стали хорошим человеком и плюс православный, конечно. Очень интересует, конечно. Я как уже 8 лет служу, в этом служении я изменил очень много людей, не только как по вере, и по профессии, как тоже старался помогать им. Какой-то опыт и какую-то работу искал для них. Вот это очень важно. В церкви очень нужно, чтобы
относимся как ученики Фомы. Фома тоже как по Библию, если вы считаете. Он верил, когда он смотрел. То наши люди тоже, когда увидят, тогда как будет верить. Понятно. Спасибо, дорогой отец Павел. Будьте с нами, пожалуйста, на связи, насколько это возможно. Вот, послушайте, тут интересные доклады. Спасибо. Может быть, у кого-то еще. Хорошо, Да, есть вопрос еще, да? Вот у нас у Ирины Ревины вопрос. Отец Нашей Павел, скажи, православной татарки, которая раньше была протестанткой. Отец Павел, скажите, у вас на канале парень с большим крестом. Насколько свободно у вас можно... Не слышу. У вас на канале... Еще раз. У вас на канале парень с большим крестом на футболке. Крест разрешается? Да, можно ходить, но... Насколько свободно можно заниматься миссионерской деятельностью? В любое время какая-то проблема может возникнуть. Вот недавно у нас был здесь путешественник, это как называется, старник, Никита Шакиров. Он из Москвы, он был здесь, он причащался у меня. Мы как его здесь прогуляли с ним, он в футболку ходил, он даже был в Афганистане. Но, может, он русский, поэтому никто не трогал его. Судя по фамилии, татарский. Шакир. Спасибо, отец Павел. Вот, кстати говоря, отец Кирилл тоже такой интересный момент по поводу епископа, архиерея для единоверческих приходов. Мы ведь тоже ставили вопрос, чтобы для приходов восточной традиции, мы их называем татарские приходы восточной традиции, был выделен один архиерей, который бы понимал вот специфику, проблемы. Поэтому, кто знает, может быть, Богу угодно, чтобы это был общий архиерей над приходами восточной традиции и единоверческими приходами. То есть мы не знаем промысла Божия здесь, но вот не исключено, на мой взгляд. Потому что у нас много общего в традициях. Вопрос летает в воздухе, но да. Есть ряд таких моментов, в частности, не видят персоналей, подходящих для этого. Например, у меня, несмотря на мое образование высшее, светское и духовное, все-таки определенный имидж политизированного игумена и так далее, поэтому припомнит борьбу с глобализацией, отказ храма от ННН 18 лет мы не принимали. То есть мы как бы не совсем вписываемся, так сказать. Господь укажет. Промысел Божий нам неизвестен, но пути Господь неисповедимы. Мы надеемся, что все равно в любом случае те отчаяния, которые есть, не будут реализованы. Тем более практика была, вот вы про единоверчество сказали в Татарстане, на территории Казанского края. До революции там был один архиерей специально для православных татар. Мы знаем, что до сих пор тоже не восстановлен вот, скажем, такой институт вот этого архиерея для православных татар. Но мы не ставим так вопрос, что именно прям для татар, чтобы был там. А вот вообще для приходов восточной традиции, для людей восточной культуры, вот может быть действительно Господь так здесь приведет именно к тому, что найдется такой человек, который станет таким архиереем. Теперь следующее слово мы предоставим нашему дорогому брату, нашему координатору 10-х юбилейных наших рождений, наша 10-я юбилейная православно-татаро-кряжанская конференция объединение православных христиан для проповеди Христа восточным народам, посвященная 15-летию со дня мученической смерти отца Даниила Сысоева. А для, наша конференция это как татарская секция 33-х международных рождественских образовательных чтений. Вот у нас куратор нашей секции, наш дорогой брат Давид Амир Садур,
сын известного мусульманского деятеля Вали Ахмеда Сабура, который начинал возрождать ислам в России после периода советской власти. И первая партия, которая была и единственная в Советском Союзе, исламская партия Возрождения, папа Давид Амира непосредственно принимал участие в ее создании. И сейчас те, кто был с покойным папой Давид Амира, они известные мусульманские деятели, такие как Равиль Бейнуддин, Абдул-Вахид Ниязов. Они, когда видят Давида Амира, всегда считают за честь с ним поздороваться, при этом знают, что он христианин, знают, что он проповедник, известный специалист по сравнительному богословию. И Давид Амир расскажет о своих занятиях сам и о своей деятельности. Я не буду дальше углубляться. Спасибо. Спасибо, Женя, дорогой. Я читаю лекции по сравнительному богословию. В общем, это главное мое занятие. Ну и, конечно же, если меня люди спрашивают, я всегда свидетельствую о своей вере. Таких людей тоже немало. Я подготовил доклад на следующую тему. Тема такая: христиане и ислам, взаимодействие и влияние, христианской истории ислама. Дело в том, что по свидетельству многих исследователей в исламской литературе почти не осталось следов того, что, ну, скажем, какие христиане были, ну, скажем, с какими христианами общался Мухаммед, пророк ислама, какие христиане были в его окружении, какие христиане были в халифате. Ну и, собственно, я вот этой частью ограничусь, поскольку, вот уже здесь много говорилось о том, что, насколько тенденциозно представлена история даже Золотой Орды, да, то есть все упоминания о христианстве из истории Золотой Орды во многих источниках довольно сильно вымарывались, вычеркивались, в то время как это великая история, большая, многогранная и многообразная. Ну, скажем, вот если мы начнем с того момента, когда с доисламского времени традиционная исламская историография говорит об этом времени как джахилии. Джахилии — это время язычества, время, когда господствовало язычество, когда не было никаких проявлений монотеизма. Ну и, собственно, вот этим язычникам и был принесен свет ислама. Ну, отчасти это верно, поскольку в первую очередь ислам проповедовался курайшитам, но лишь отчасти. Курайшиты — это племя, в котором вырос Мухаммад, которое преобладало в Мекке, где он вырос и стал известен как пророк. Вот. Но на самом деле было огромное окружение в Аравии, не только в Аравии, но и на территории современной Сирии и Месопотамии, где было огромное количество христианских общин. Ну, одна из самых известных историй связана с Эфиопией, когда уже появившаяся мусульманская община в связи с гонениями от курайшитов вынуждена была эмигрировать в Эфиопию. Эфиопский царь Негус принял эту общину, и когда курайшиты пришли за тем, чтобы забрать и расправиться с этими переселенцами, с этими мухаджирами, царь спросил: а за что вас, собственно, подвергают гонениям? Ну и тогда эти переселенцы прочитали 19-ю суру, сура называется «Марьям», где, собственно, подробно описывается о Рождестве Христа, о Деве Марии и о многих пророках. Ну и, собственно,
эфиопский царь объявил, что отныне эти люди находятся под моим протекторатом, под моей защитой, поскольку их вера идентична моей. То есть Эфиопия была христианской. Кроме того, мы знаем, что Йемен был иудейским. Мы знаем, что хиджра, когда у общины первых мусульман произошла хиджра, переселение, да, собственно, от хиджры ведется летоисчисление ислама. Вот, там в Ясрибе, который сейчас называется Медина, да, который назывался Медина Терхуайр, в этом городе была огромная иудейская община. И, собственно, до переселения в Ясриб Мухаммед не позиционировал ислам как самостоятельную религию. Он предполагал и очень надеялся на то, что, и, собственно, себя так позиционировал, он себя не позиционировал как пророка новой религии. Он себя позиционировал как пророка в ряду всех библейских пророков. Почему, собственно, его называют печатью пророков? Именно потому, что он не пророк конкретной религии, да, а сами мусульмане считают, что ислам – это завершение всех библейских пророчеств. Ну и, собственно, он надеялся, что иудейская община Ясриба присоединится к мусульманской общине, ну и, собственно, примет его пророческую миссию. Как известно, этого не произошло, произошел конфликт с иудеями, кончившийся трагично, кончившийся тем, что Мухаммеда пытались отравить. И, собственно, он после этой попытки до конца жизни имел тяжелый недуг. Вот. Но, собственно, это опять свидетельство о том, что не только Джахилия была на Аравийском полуострове, да, а здесь были крупные иудейские общины. Иудейская община Ясриба и, я напомню, еще иудейская община Йемена. Мы помним, что после 70-го года, собственно, по пророчеству Иисуса Христа, когда, помните, у него спросили, вот видите, этот храм, эти камни, как они велики, и он ответил: видите ли вы все это? Истинно говорю вам, здесь не останется камня на камне. Да? То есть, собственно, что и произошло через 70 лет, когда произошло восстание Бар-Кохбы, затем еще одно восстание, которое беспощадно было подавлено римским войском, и храм был разрушен. Иудеи вынуждены были рассеяться. Ну а, собственно, одно из ближайших мест, куда они поехали, это Аравийский полуостров. Ну и, собственно, там действительно было несколько крупных иудейских общин. Вот. Кроме того, мы знаем, в районе Персидского залива, здесь было еще в IV веке две метрополии, охватывавшие территории современных Бахрейна и Катара, прилегающих районов. Было государство лахмидов на восточной окраине сирийской пустыни в IV-VI веке, находившееся в соотношениях с Ираном. В V веке христиане-химериты находились также и посещали Аравийский полуостров. Мы знаем также из текста Корана о том, что не только сам Мухаммад, но и его потенциальные читатели знали о том, что из себя представляет книга Таурат, книга Инжил, книга Забур, да, то есть Таурат, Тора, Забур, Псалтирь, Инжил, Евангелие. И в тексте Корана говорится: и ты, конечно, найдешь, что самые близкие по любви уверовавшим те, которые говорили: мы христиане, те, кто считают себя последователями Мессии и Евангелия. У них, в общем, есть некое проявление любви к исламу и его приверженцам. Это только потому, что сердца их стали кроткими и мягкими, будучи в религиях Мессии. Как сказал об этом Всевышний Аллах: и вложили в сердца тех, которые последовали за ним, кротость и милосердие. В их Писании говорится:
Если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Сражение не было узаконено для них. Поэтому Аллах сказал, это потому, что среди них и иереи, и монахи, и они не превозносятся. А также монахи, то есть набожные поклонники, следующие истине. Кроме того, текст Корана призывает к тому, чтобы последователи Мухаммеда читали «Газа утуль китаб», то есть те писания, исследуйте те писания. Иногда, когда спрашиваешь у мусульман, о каких же писаниях идет речь, они говорят, ну, конечно же, это Коран. А как это может быть Коран, когда эти суры не спосланы, то есть вот к моменту написания этих сур их было всего 5 или 6, и они не были записаны. А здесь говорится о целостных текстах Писания. То есть, очевидно, это говорится, и это не только мои свидетельства, это свидетельства мусульманских исследователей, о том, что здесь Мухаммед призывает к тому, чтобы мусульмане читали тексты священных писаний, написанных до него. Еще раз говорю, что это согласуется с тем положением, что он планировал, ну не то, что планировал, он себя видел не пророком новой религии. Да, вот такое видение сформировалось только в позднем мединском периоде, когда стало понятно, что иудеи отказываются следовать за ним, и христиан тоже не удалось привлечь. Вот. А в то время, несомненно, это был призыв к тому, чтобы читать эти писания и найти подтверждение их в тексте Корана. Вот, поэтому здесь мы видим в тексте Корана, ну я уже не буду говорить о том, что текст Коран изобилует отсылками на тексты Танаха и Евангелия. Танах — это Ветхий Завет, то, что христиане называют Ветхим Заветом. И я имею в виду иудейский текст, они его так называют. Вот, и практически все библейские пророки, включая Иисуса, Иоанна Крестителя, Деву Марию, в этом же ее статусе, Захарию и некоторых других пророков, включены в Коран и являются почитаемыми внутри ислама. Теперь время отрочества Мухаммеда. Во время отрочества Мухаммеда он довольно много путешествовал. Он ездил вместе с караванами со своим дядей. Как известно, он рано осиротел, остался сначала без отца, потом без матери. Его воспитывали родственники. И вот в этих караванах в одном из караванов его дядя встретил монаха. Ну, собственно, не встретил, а останавливался на постоялом дворе, который содержал этот монах, у этого монаха. Ну, и он заинтересовался Мухаммедом. Мало того, мусульманское предание говорит о том, что этот монах прозрел в Мухаммеде человека высокодуховного и просил ему представить, когда явились все люди, как это сказать, взрослые люди перед этим монахом, он сказал: нет, здесь нету того человека, о котором я говорю. Тогда позвали Мухаммеда, и он сказал: вот этот человек, обнаружил родимое пятно у него между лопатками, якобы свидетельствуя о его избранничестве. Ну и предание говорит о том, что Бахир много общался с Мухаммедом, ну и вероятнее всего, собственно, занимался его катехизацией, то есть готовил его к крещению, много наставлял его в христианской вере. Вот, ну и, собственно, вот это свидетельство также имеется в хадисах и мусульманском предании.
о том, что, возможно, то есть вероятнее всего это был несторианский монах, это также является ну, как бы распространенной проблемой, но, собственно, почему ислам появился ну, вот, практически на той территории, где была распространена Византийская империя. Ну, а, собственно, потому что таких ну, ярких проповедников среди иудеев не было точно, поскольку проповедь иудеев замкнута на этнических евреях. Вот. А среди христиан ее не было, поскольку это была окраина Византийской империи, и там преобладали не традиционные направления ислама, да, такие как несториане, монофизиты и другие направления. Вот. Ну и, собственно, видя, что единобожие не проповедуется, Мухаммед начал свою проповедь. Но это не значит, что он не встречал и не соприкасался с христианами. Скажем, Варфоломей Деский пишет, это один из полемистов византийских: «Я обнаружил, обращаясь к одному из халифов, я обнаружил, что твой Коран говорит и истину, и ложь. Истина в учении Бахира, ложь в описании Османа. Из этого мы делаем вывод, что Писание твое не было ниспослано с неба, ибо иногда оно говорит истину, иногда ложь. Мухаммед каждый день бывал у Бахира, и монах воспитывал его, чтобы крестить». Ну, собственно, свидетельство Варфоломея Деского. Дальше еще одно свидетельство, когда Мухаммед впервые столкнулся с откровением, это по преданию произошло в пещере Хира, да, известная история, когда некто в светлой одежде явился ему, сдавил его и сказал ему: читай. Да? Он сказал: я не грамотен, тогда тот сдавил его сильнее, и тогда вот, собственно, Мухаммедом была произнесена первая аят, первая сура, ниспосланная: читай во имя Господа твоего, произведшего тебя из густка. Вот, и когда Мухаммед в страхе пришел к своей жене, в то время это была Хадиджа, ему было страшно от этого видения, он не понимал, как к нему относиться, та позвала своего двоюродного брата. Его звали Варака ибн Нуфаль, ибн Асад, ибн Абдуль-Узза. Он приходился, дед Вараки по Хадидже, по отцовской матери, приходился прапрадедом Мухаммеда по материнской линии. Согласно хадису Аль-Бухари, Варака был христианином, читал Писание и слушал людей дары и Евангелие. Он также написал Новый Завет, перевел на арабском языке, но неясно, означает ли это, что он перевел его с греческого или переписал чью-то рукопись. То есть Хадиджа, не зная, как ответить Мухаммеду на его смятение, позвала вот этого своего родственника. И тот сказал, что вот то, что с тобой происходит, похоже на то, что происходило с пророками, ну, в частности, вот Захарией и Марией, и, ну, собственно, он подтвердил его пророческую миссию, ну, согласно, во всяком случае, мусульманского предания. Вот. То есть и здесь Мухаммед непосредственно сталкивается с христианином. Далее, когда предание также говорит о том, что вероятно, помните эпизод, когда Мухаммед отправляет гонцов на 4 стороны света с тем, чтобы сказать нубийскому царю, эфиопскому, сасанидскому и византийскому, предложить им принять ту новую веру, пророком которой он является. Вот, для того, чтобы написать эти письма, традиционно считается, что Мухаммед был неграмотен. Для того, чтобы написать эти письма, должен был быть человек, который их написал.
Ну, так вот, предполагается, что греческий текст также был написан христианином, одним из секретарей Мухаммеда, который вел его переписку с греческим, с византийским миром, ну, уже в его зрелом возрасте. Перенесемся во время халифата, в то время, когда халифат, я дальше буду читать, во время, когда халифат захватывал земли Византийской империи, сасанидского государства, практически всех христиан оставили на своих местах. Все дело производства велось на греческом. Соответственно, большую часть чиновничьо-бюрократического аппарата составляли христиане. Так как на этих территориях в основном преобладали монофизиты и несториане, они получили льготы и привилегии от мусульман. Их епископы получили верховенство среди христиан завоеванных территорий. Ну вот, собственно, что и произошло. В правительственных структурах халифата они могли занимать сколь угодно высокое положение. Ну, здесь один из самых известных святых — это Иоанн Дамаскин, его имя Мансур, ну, собственно, его и дед, и отец были ну, практически в чине визиря у действующего халифа. Ну и сам он тоже долгое время занимал высокий пост. Христианство исповедовал один из визирей левой руки госсекретаря и несколько казначеев мусульманской империи. Особенно же славились христианские ученые, среди которых выделялись выходцы из Туркменистана и родственные Мухарезу. Когда халиф Махмуд основал дом мудрости, Академию наук, то поставил во главе христианина Абу Захария Юхана. В Гундигапуре, Кургузистан, христианами была создана лучшая медицинская школа своего времени. Личными врачами самого халифа и видных вельмож обычно были христиане. Ниспийская богословская несторианская школа преобразовалась в подобие университета, где изучалась не только религия, но и философия, история, география, естественные науки. Так что и мусульманская знать посылала туда своих детей на обучение. Знамениты были ученые христианы Мерва. Среди них человек разносторонних дарований, знаток философии, медицины, математики, филологии Сахал Рабаи, прозванный учителем мудрецов. Его сын Али ибн Сахал, философ и медик, ботаник и врач Ибн Маса, трудами которого пользовался Аль-Бируни. Христиане трудились над переводами с греческого и латыни на арабский, делая сокровища античных знаний доступными Востоку. И, как мы помним, впоследствии через Кордовский халифат, это юг Испании, труды греческой философии, Платона, Аристотеля, неоплатонизма пришли в Европу именно через арабский мир. А в арабский мир попали благодаря вот, переводным трудам тех христиан, которые жили и работали в халифате. То есть вот это. Тексты христианских апологетов об исламе. Это преподобного Иоанна Дамаскина, Федора Абу-Кура, Феофана Исповедника, Георгия Мартола, Георгия Дикополита, Варфоломея Дескова, Николая Мистика, Самона Гасского, Ефима Изигарина, святого Григория Паламы, которые сохранились, изобилуют сравнениями Мухаммеда и Христа, что не вполне корректно богословски, и, соответственно, они бросают вызов исламскому сообществу в том, что основатель их религии сильно отстает от Христа. О самом Мухаммеде в тексте Корана сказано: «Я всего лишь человек и посланник». Коран, сура 17:93. И здесь первоначальный прижизненный облик пророка ислама подчеркивает его простоту, неграмотность, отсутствие исцелений и чудес с его стороны. Главным чудом, совершенным Мухаммеда, считается написание им текста священного Корана. Отголоски такого взгляда до сих пор имеют широкое распространение в ваххабитской среде. А вот в среде большинства современных мусульман, особенно в среде так называемого народного ислама, Мухаммед является образцом для подражания, его считают чудотворцем, его считают заступником за члены своей общины в судный день. Существуют хадисы, которые, ну, собственно, вот это подтверждают. А мы понимаем, что это фактически уподобление Мухаммеда Христу, потому что, собственно, спасти может только Бог.
кроме Бога спасти никто не может. Спасение это всецело в руках Божьих. Ну и, собственно, здесь облик Мухаммеда начинает подменять собой образ Христа в христианстве. И возник такой образ именно через многочисленные полемики мусульман и христиан, когда христиане показывали, да, в том числе и на каноническом тексте, о том, насколько облик Христа больше и значительнее, чем облик Мухаммеда. В XI веке у мусульман появился праздник Рождества Пророка, в XI веке, оказавшийся прямой копией праздника Рождества Христова. Праздник называется Мавлид ан-Наби. Да? Появились хадисы, утверждающие то, что весь мир сотворен Аллахом для Мухаммеда, а сам Мухаммед сотворен раньше всего сотворенного в мире. То есть своего рода арианство, где на месте Христа оказывается Мухаммед. Из всего вышесказанного появляются все основания предполагать, что образ Мухаммеда как чудотворца и даже спасителя появился именно в первые века халифата, когда христиане разных направлений не только беспрепятственно жили на территории халифата, но и занимали ключевые позиции в его чиновничьо-бюрократическом аппарате. Ситуация кардинально изменилась в период крестовых походов. Христианские кварталы, храмы и монастыри подверглись погромам и разграблениям, разъяренными толпами мусульман, жаждущими отомстить, хотя христиане халифата к крестовым походам не имели никакого отношения. Вторая половина правления аббасидов, 9-10 век, ознаменовалась тем, что из исторической памяти халифата активно исключалось христианское влияние. Такие исследователи, как Триминген или Андре Тор, а также наш современник и соотечественник Алексей Муравьев, восстанавливали факты христианского влияния на возникновение и развитие ислама преимущественно через византийские, сасанидские и другие немусульманские источники. Такие известные авторы, как Ибн Масуди и Ат-Табари, писали как о доисламской Аравии, так и о дальнейшем истории ислама либо без христианского влияния, либо сводя его к минимуму. К настоящему времени мусульманское богословие сформулировало целый корпус ответов на вызовы христианского вероучения и практики, позволяющие ограждать ислам от христианского влияния. Об этом же свидетельствует следующий хадис. Сообщается со слов Абу Саида Аль-Худри, что пророк, мир ему, сказал: «Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас, пять за пятью, локоть за локтем. И даже если они залезут в нору ящерицы, то и вы залезете туда же». Мы спросили: «О посланник Аллаха, ты говоришь об иудеях и христианах?» Пророк ответил: «А о ком же еще?» То есть здесь очевидным образом Мухаммед предостерегает в красивой образной форме от не просто следованию за христианами, но и опасению самому общению, самосообщению с ними, поскольку учили христиане иудеями, поскольку их учение привлекательно и притягательно. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Среди, собственно, к настоящему времени мусульманское богословие сформулировало целый корпус ответов на вызовы христианского вероучения и практики, позволяющие ограждать ислам от христианского влияния. Поэтому люди, беседующие с мусульманами, чаще всего с их стороны имеют набор готовых ответов. И, собственно, их получают. Ответы, которые выработались веками и даже тысячелетиями диспутов, дискуссий и богословских споров с христианами, да, на которые часто мусульмане не находили достойного ответа. Среди апологетических ответов мусульман следующие. Мухаммед выше Христа, так как он последний по времени пророк и автор последнего и наиболее позднего откровения. Существует набор лжесвидетельств, утверждающий о том, что тексты Библии и Евангелия якобы утверждают последующее рождение Мухаммеда как последнее пророка. Стоит ли говорить о том, что доводы такого рода для любого человека, мало-мальского понимающего дух и смысл этих текстов, не выдерживает никакой критики? Или это так? Так, хорошо. Собственно, я просто скажу о том, что существует целый корпус
такого рода готовых ответов, которые вы получите, не раздумывая, а в качестве шаблонного ответа. И в этом смысле для того, чтобы наладить диалог, во-первых, наверное, нужно знать этот корпус ответов, чтобы продолжить разговор дальше. И второе, все-таки более-менее глубоко знать ситуацию. Евангелие от Варнавы известно, и много разных других вещей. Рамки моего краткого сообщения не позволяют давать сколько-нибудь исчерпывающее изложение всего многообразия, влияния и участия христиан и христианского вероучения на учение мусульман. Я лишь хотел обозначить проблему с этим связанную, а также опасения мусульман, связанные не только с миссией христианства, но даже с самим общением с ними, что не может не внушить надежды на то, что такая миссия может оказаться весьма успешной, особенно если мы будем учитывать все особенности и подводные камни, с ней связанные. Спасибо. Спасибо большое. У нас, к большому сожалению, есть регламент, где нас просят хозяева помещения соблюсти. Нет, не сейчас прям, но в связи с этим регламентом, что как осталось совсем мало времени, прошу сократить те доклады, которые остались. Первое, про мощи святого Феодора Болгарского хотели сказать, но мы уже этот вопрос коснулись, поэтому мы его отложим. У нас не отложим, вернее, неправильно сказал, мы его уже этот вопрос подняли по поводу необходимости передачи мощей святого Феодора Болгарского в русскую православную церковь. Сейчас они хранятся в запасниках музея, который при Академии наук Республики Татарстан. Эта ситуация должна быть преодолена, и мощи должны быть торжественно переданы Русской Православной Церкви. Этот вопрос мы подняли. Теперь отец Елисей Кукиев из Казахстана. Здесь еще нет, он уже покинул. К сожалению, не дождался. Батюшка приехал из Казахстана, чтобы выступить. И не смог выступить. К сожалению, так получилось. Наша вина как организаторов. Теперь у нас кратенько расскажет Юля про... буквально сократить на несколько минуточек, ладно? Книжки есть, да. У нас Юля облачается даже в специальную одежду. Да. Ее надо записать. Это афганский вариант, да? Да, то есть он вот сюда, да, Юля, пожалуйста, сюда присаживайся, чтобы камера тебя тоже фиксировала. В такой одежде будет найти в Афганистане, в принципе, не только в настоящее время. В тот период, когда я была там, также был именно такой образ одежды. Через сеточку довольно-таки плохо видно, но будет Ваше преподобие, братья и сестры, уважаемые участники, очень рада вас видеть и приветствовать на 10-й юбилейной православной татаро-хрящевской конференции объединения православных христиан для проповеди Христа в восточном народе. Это событие стало для меня любимым, и я каждый год жду вашего приглашения, и здесь уже все близко, большинство лиц уже как мои близкие друзья. Так получилось, что и я подготовилась к юбилею и, наконец, в печатном виде опубликовала свою книгу
Ну, я думаю, что вы верите, что я ее написала, потому что как раз я специально так оделась, чтобы вы поверили, что написала ее я. Какое отношение имеет моя книга к теме нашей сегодняшней конференции? Самое непосредственное. Дело в том, что я включила в текст своих мемуаров несколько глав, посвященных диалогу ислам-православия. Это наработки моего наставника Давида Амира, которого я называю в книге преподавателем религиоведом. И эту книгу перевели на персидский язык. То есть все то, о чем сейчас говорил Давид Амир, читают в настоящее время и афганцы, и иранцы. Просто не все понимают, о чем идет речь. Да. Юлия была замужем за афганцем. Да. Причем афганцем достаточно именитым, и 10 лет прожила в Афганистане. Вот. Ну и, собственно, книга об этом, она так и называется, «10 лет на Востоке» или «Записки русской в Афганистане». Просто она об этом не сказала, это важно понимать, о чем идет речь. Собственно, она вот в этой одежде ходила ежедневно. Это, собственно, поэтому она ее одела, не потому что она ее носит, а потому, чтобы показать, как это выглядело. Вот. Ну и, собственно, вот книга рассказывает о жизни в Афганистане, да, в котором сейчас вот кардинально все изменилось, глазами не стороннего человека, а изнутри, из самой ее глубины. Да, дело в том, что Книгу очень рекомендую. Ее можно найти в интернете, ее можно заказать в Озоне. Дело в том, что я не была на тот момент подготовлена востоковедом, потому что обычно в такие регионы ездят люди подготовленные. Я была человеком абсолютно случайно попавшим в регион, и поэтому мой взгляд интересен, потому что это взгляд каждого из вас. Вот если бы вот любому человеку купили бы билет, дали визу и в Афганистан, вот что бы было в голове, вот представь, вот какой, причем ни слова не знаешь надали, просто раз и приехала. Поэтому вот те мысли, которые приносились, как это вообще, как это все происходило, вы можете отследить. И что касается, здесь, конечно, разные политические вопросы, но вопрос миссии. Я включила несколько глав, и в них два направления. Первый вопрос, с которого я начала, звучит так. А может быть, вы примете ислам? То есть, почему именно этот вопрос? Дело в том, что мусульмане очень активно миссионерствуют, и тем, кто с ними часто контактирует, рано или поздно задается этот вопрос. Соответственно, я предложила свой вариант вежливого отказа с попутным вовлечением собеседника в интересные ему размышления на тему. А вы знаете, сколько существует направлений христианства? А какое имеет православие? То есть, исключив тем самым неудобные, раздражающие мусульманин моменты и использовав природное любопытство и любознательность, присущую всем восточным народностям. Дело в том, что вот даже недавно ко мне подошел русский парень, который часто работает, контактирует с афганцами, и сказал, что я уже подумываю о том, чтобы принять ислам. Я ему задала вопрос: ты знаешь что-то о православии, раз ты родился в этой среде? Он сказал: нет, я ничего не знаю. То есть ситуация такова, что, как правило, в ислам переходят те, кто вообще люди абсолютно неверующие, те, кто не знают о христианстве ничего. И вот какова была сцена, которую я описываю здесь. Может быть, вы примете ислам? Приветливо спросила меня иранская преподавательница Корана. Я ее поблагодарила, сказав, что перед тем, как кому-либо менять веру, следует для начала изучить то, что досталось ему по праву рождения. На что она согласно кивнула головой. Мусульмане глубоко почитают ислам Сиха, снова заговорила она. В Коране много написано о нем,
и его Святой Матери Марьям. Это действительно так. Иранцы очень образованные люди, и они всегда обращают внимание, что в Коране очень много написано, сколько раз? 29. 23, да, вот, да, 29 даже. И в ответ я ее предложила, говорю, давайте мы с вами в свободное время поговорим о православии, потому что в Иране активно работают протестанты, католики и очень мало православных. Поэтому информации о православии было крайне мало. И, соответственно, когда у нее появилось свободное время, я ее пригласила, и мы с ней поговорили об отличиях православия от протестантизма и католичества. И интересно, что читатели, когда вот, читают эту книгу, она же в данном варианте на русском языке, то многие и наши соотечественники не очень знают эти отличия от православия, католичества и протестантизма. И, соответственно, реакция иранцев тоже была интересной, они тоже... да. То есть, хотя здесь все упрощенно, но зато легко понять. И далее я описываю непосредственно сам диалог ислам-православие в Иранском исламском университете. Это соответствует действительности. Я проводила аналогичную беседу в университете в городе Кум на религиоведческой кафедре. Но в книге я, естественно, все дополнила, чтобы и российские, и иранозначные читатели могли иметь все тезисы в письменном виде в полном объеме. И список вопросов я выбрала из самых часто задаваемых. Таковы вопросы, которые я часто слышала от иранцев и афганцев. Ну, самый первый, в чем смысл православия? Что такое страсти? Кто такие святые отцы? Как следует относиться к грешнику? И вот этот самый любимый вопрос иранцев. Они говорят, ну зачем произносить свои грехи перед священником? Как можно доверять человеку свои тайны? Грехи надо исповедовать только перед Всевышним. Это вопрос, вот фирменный вопрос, который я слышу практически от каждого. Они говорят, ну ты-то нормальная, как бы, ну ладно, русские там что-то не знают, но ты-то нормальная, зачем все, что ты сделала, ты говоришь священнику, как ты ему доверяешь, что такие потом будут последствия. И, соответственно, я вот предлагаю свой ответ. Я говорю, это слишком просто, когда человек понимает, что никто и никогда не узнает о его грехах. Он будет продолжать грешить и дальше. И только когда грешащий осознает, что ему придется озвучивать все свои проступки в присутствии другого человека, и как это будет стыдно, только в этом случае грех, по словам святых отцов, подобно черной змее, извлекается из недр души на солнечный свет и теряет силы. К тому же покаяние приносится не священнику, а Богу, а священник выступает в роли свидетеля. И вот, соответственно, также следующий любимый вопрос, как возможно, что единый Бог троичен? Здесь я тоже много вариантов, вот, Давидом Амином было предложено. Я выбрала самый простой. Я процитировала Бытие, глава 18, и явился Аврааму Господь в Удубраве Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой. Он возвел очи свои, и вот 3 мужа стоят против него. То есть 3 мужа, которые являются ипостасями Бога. И далее также вопрос, кто для православных Иса Масих? Ну, ответ Сын Божий, и тут уже начинаются кульминации, сбой системы, и сразу они опять меня смотрят и говорят, но это по меньшей мере нелогично. Коран говорит, Бог не родил, и не был рожден, и не явился никто, подобный ему.
То есть и тут все, тут уже кончается как бы сфера просто представления своего вероисповедания. Тут мы переходим, уже перетекаем в сравнительное богословие. И далее уже я цитирую отрывки из Корана, которые уже были давно нами как бы выбраны как наиболее правильные в данной ситуации. И вот сказали ангелы: «О Марья, поистине Аллах избрал тебя и очистил тебя от грехов и плохих нравственных качеств, и избрал тебя пред женщинами миров. Помяни ту, которая сохранила свое целомудрие. Мы вдохнули в нее посредством нашего духа и сделали ее и ее сына Ису знамениями для миров». В этих аятах мы видим свидетельство о том, что Иисус был рожден от его святой матери без участия мужчины, чудесным образом. Тем самым мусульмане разделяют утверждение христиан о непорочном зачатии Девы Марии. А теперь прошу вас ответить на вопрос, кто еще из пророков был зачат и рожден подобным образом? В присутствии мы молчали. И я продолжала: совершенно верно, никто. То есть вот этот момент, он, поэтому мусульмане называют Иисуса Рухуллах, поэтому они называют Калиматуллах, то есть Дух Божий и Слово Божие. То есть мусульмане полностью осознают исключительность появления на свет Спасителя, и с этим этому ничего не противопоставишь. И далее я цитировала 3 суру, 49 аят. «Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет эта птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, прокаженного, я оживлю мертвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете ваши колени». И мы видим, что Иса Масих не только был рожден чудесным образом от Девы, но и обладал необыкновенной властью творить, исцелять, воскрешать из мертвых, что также несомненно выделяет его из ряда других пророков. Иса берет глину и делает из нее птицу, вдыхает в нее дух жизни, и глина становится живой плотью. В Коране мы это видим в 15 суре, в аятах 28 и 29. И вот Господь твой сказал ангелам: «Я сотворю человека из глины, уподобляя многочисленной работе, когда я дам ему стройный образ и вдохну в него от моего духа». Подобно Творцу, создавшему из глины Адама и вдохнувшему в него дух жизни, Иисус также творил из глины птиц и вдыхал в них жизнь, ибо его фотоподобие само изливалось из него во луну. Кто из пророков мог оживлять прах, исцелять воскрешать мертвых? Никто. Я думаю, что этот диалог будет интересен и российским читателям, и читателям Ирана, Афганистана, и то, что вот мы с вами работаем, и в рамках этой конференции это принесет обязательно прекрасные плоды. Спасибо большое. Буквально два коротеньких сообщения. Да, насчет книжек. Кто хочет, может взять книги. Были специально предоставлены для желающих. Да. Можно вопрос задать? Да, можно. Ну, я кратко. Да, только... Удалось ли Юлии так, провести такую работу миссионерскую, чтобы это принял крещение? Да. Правильно? Правильно или уже не стали? Я вам принесу. Еще разочек, пожалуйста. Ну, получилось ли у вас, что после ваших бесед, А можно создавать в интернете, кто-либо принял крещение? Вы знаете, дело в том, что
Я общалась на кафедре религиоведения, а там сидели люди, вот такие, как Давид, только с другой стороны. То есть эти люди настолько подкованные и настолько высоко образованные, что так просто с ними... Так просто... А с простыми людьми вы не общались? А? С простыми людьми не было? Там нет такого общения. Почему? С простыми людьми общение происходит постоянно, потому что я до сих пор работаю с финансами, и общение происходит в такой неформальной как бы, среде, но здесь, понимаете, вопрос заставит людей задуматься. Да. То есть, когда начинаешь вот вести беседу в такой приятной обстановке, без стресса, без каких-то напряжения, за чашкой чая, в прекрасной обстановке, то человек располагается. Восточные народы, они считывают энергию. То есть, если ты напряжен, если у тебя такое, как сказать, напряженное лицо и недобрый взгляд, они с тобой разговаривать не будут. То есть нужно сначала человека расположить. Я вас поняла. Да. Спасибо за ответ. Сейчас, да, мы немножко ускоряемся, опять-таки, в связи с тем, что вышли за регламент, но все потом на полях могут пообщаться, задать дополнительные вопросы. Нам есть каждому много что сказать, намного больше, чем тут прозвучало. Сейчас кратко, буквально по 1 минутке я прошу, или 2 минутки. Вот, 2 коротеньких таких сообщения, доклада. Это монахиня Мария, вот, православная татарка, которая несет послушание в мощей грузинского святого Гавриила Унгибадзе. Да, постоянно каждую неделю по вторникам там совершается молебен перед мощами и иконой святого Гавриила Унгибадзе. Вот, монахиня Мария, чистокровная татарка, и более того, еще настоятельница монастыря, она тоже. Да, она тоже православная татарка. Вот, поэтому нам интересно было в свое время с ней, с вами, да, с 2 познакомиться и установить контакт, связь. Потом мы приехали на молебен, который был особо торжественный в честь прославления. Вот буквально хотим, чтобы вы кратенько что-то... Ну, я не чистокровная, у меня мама русская, отец татарин. Вот, и слава Богу, что преподобный нас привел. Я рада вас здесь видеть. У нас такая большая семья. Все время удивляюсь преподобному, как он всех соединяет к себе. Вы знаете, этот святой, который известен на весь православный мир, и который приходил в гости и к мусульманам, и к католикам, и протестантам, и со всеми включается, с ним разговаривал, всех любил, и если баптистов пришел, там его побили. Вот. Я хочу вам объявить о том, что 21 числа у нас будет большой торжественный молебен, посвященный через десятилетия как прославили преподобного, перечислили святых его, Гавриила Санталийского, это известный святой на весь православный мир, и у нас молебен в грузинском храме, на Большой Грузинской 13, в 3 часа дня. Приглашаем всех, где я подробно рассказываю о преподобном, о его житии, о его чудесах, и книжка вышла, которая закончилась на следующий завет. Будет она обязательно. Вот поэтому приходите все, помолимся с вами в это тяжелое время, а самое главное, чтобы Господь нас не оставил на мысли своей, и всех соединял и дальше. Помоги, чтобы Господь хотел. Может, не буду вас задерживать, я сейчас достану. Может, положу, и вы можете приложиться сегодня, а так на молебном. Мы будем молебно проводить ежедневно до 29 декабря в Грузинском храме, Большая Грузинская, 13 метро баррикады. Приглашаю всех в час дня и в 6 вечера, 21 будет в субботу, именно в 3 часа. Спасибо. Слово предоставляется нашему дорогому брату Серафиму Ашоту, православному армянину, который расскажет о мощах святого, нами почитаемого как святого, еще не канонизированного русской православной церкви, но он священномученик, потому что в древней традиции церкви никогда не ждали канонизации. То есть, когда убивали человека за веру во Христа, то сразу поздравляли с
появлением новых мучеников. Вот брат Серафим расскажет кратенько. Ну, в принципе, что мне рассказывали, я так понимаю, что все здесь сидящие, ну, если не все, то большая часть людей, которые хорошо знают отца Даниила. Почему знают? Потому что он всегда с нами. Вот. И при его земной жизни тоже все его, если не вся, то большая часть людей его знала. Вот. И, ну, сейчас такая ситуация произошла. Его мощи покоятся в Кунцево. Вот. А по традициям вообще его мощи должны быть за алтарем храма, тем более того храма, который, в принципе, он начинал. Вот. Но, к сожалению, пока так не получается, то тоже замкнутый круг получается. Мощи нельзя принести, потому что нет статуса земли, на котором находится храм. Вот здесь сидел депутат, я подошел к нему там и спросил, я говорю: извините, я хочу вам задать вопрос вот, по поводу статуса земли. Он как услышал почему-то слово земли, он как бы, ну... Сочи, потому что он... Да, я сказал здесь, он сказал: нет, я эти вопросы не решаю, ну, как бы... Помоги, Господи, найти такого Да, ну я так понимаю, Николаев есть, мы поможем. Да, я так понимаю, что это единственный человек вообще, кто, я не знаю, здесь сидящий, кто имеет такую компетенцию, чтобы этот вопрос продвинуть хотя бы, чтобы начали, потому что, ну, неправильно, мы пока живы, те, которые видели отца Даниила, которые слышали о нем, да, мы его почитаем, но пройдет время, 10 лет, 20, 30 лет, ну, там сколько Бог отмерил. А потом просто будет проходить в Кунцево и говорить: это кто? Даниил Судой, кто он? Ну ладно, пойдем дальше, да? Это мы его потеряли, да, когда его убили, мы его потеряли. А он приобрел жизнь вечную, потому что он умер за Христа, принял смерть за Христа. И это нам нужно больше, чем ему. Ну, как бы это он рядом с Богом, ему это не надо. А нам это нужно, чтобы мы всегда это помнили, почитали, и чтобы он своими молитвами помогал нам здесь, живущим на земле. Но я думаю, Татьяна Ивановна, как староста храма, она посодействует тоже этому. Вот, я думаю, сделать какой-то... Татьяна Ивановна, где у нас Татьяна? Вот она. Знала, да? Здесь нет. Да, чтобы все видели, Татьяна Ивановна, староста храма пророка Даниила. Да, то есть, пророка Даниила, да. Вот, и попросил бы Татьяну Ивановну, если, я не знаю, может, я плохо разбираюсь, да, в этих всех юридических делах, но если будет какой-то список людей, потому что я уже один раз пытался это сказать, ну, в общем, было недавно, может, год назад, примерно вот так, зимой. И когда начал говорить, мне задал вопрос человек и спрашивает: это вы так считаете или все так считают? Я говорю: не только я, а другие. А где? Татьяна Ивановна, по крайней мере, должна быть. Вот. Она это, ну, она сидела. Вот, поэтому, я думаю, надо как-то этот вопрос решить. Вы больше имеете и власти в этом плане, и... Ну, вот мы здесь как раз вопрос подняли. Вот кто может, кто знает, помогите, пожалуйста, чтобы решить статус земли под храмом. Да, этот вопрос мы подняли. Я все. Спасибо большое. Теперь у нас осталось два буквально человека. Первый докладчик, но это уже не докладчик, а коротенькое сообщение. Вот Ирина Ревина, православная татарка из Башкирии, многодетная мама. Она расскажет в двух словах о переводах, которые совершает перевод на татарский язык «Житий святых», православных святых. Сейчас, секунду, и еще скажу, изучайте татарский язык. Объясню почему. Я когда шел, я не знал, куда зайти. Увидел Реакин Китегес, сюда, добро пожаловать. Значит, здесь не убьют. Изучайте, это поможет. Да. Да, Ирина, пожалуйста, внимание. Да. Почему именно житие святых начала переводить? Потому что вот сейчас, как говорят, протестанты есть католики, но когда протестанты или католики узнают, ну вообще,
там татары узнают, насколько у нас бывают духовные, чего можно достичь вообще верой во Христа, да? Для них это как бы такой большой пример. Допустим, я перевела, такой получился немного бракованный перевод детей Иоанна Русского. Я отправила его, первый перевод отправила отцу. Он мне перезвонил буквально через час, он говорит, я просто в восхищении, просто в восторге, что вообще такие люди были, неужели это правда? Вот. И, в общем, мы потом перевели еще житие Георгия Победоносца, начали переводить книги отца Геннадия Сысоева. Вот. И на меня вышли община православных протестантских татар, и они заинтересовались именно нашей общиной, православных татар, и хотят даже проводить с нами вместе молебны, которые мы проводим на заблудших. Вот. И сейчас у нас в планах такая выйти, начать. Да, они не понимают, что мы как раз молимся о заблудших, о них, не только там о мусульманах. И вот как бы мы, так как в основном татары, протестанты, это выходцы как раз из ислама. Вот. И такая интересная тема сейчас начинается, это Господь, что у нас мы хотим дать им наши книги почитать, это «Житие святых», там что у нас переведено, и, возможно, даст Бог у нас что-то сдвинуть, потому что они очень активно занимаются миссией. А занимаются миссией активно, потому что они уже себя как бы спасли, и у них сейчас как бы идет задача спасти других. Вот, и поэтому как бы Господь, в это все пошло, Спасибо. И такой завершающий череду докладов, доклад острый, я скажу, с перцем, как вы сейчас сказали, это Андрея Степанова-Дамера. Вот. Дело все в том, что мы, христиане, мы должны помнить заповедь Христа. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. И мы эту заповедь должны выполнять, что с нас не снимало, ответственность за ее выполнение. Но благовестие должно совершаться с любовью к людям, без агрессии. И у нас есть еще также еще одно требование к нам. По возможности со всеми будьте в мире. И мы живем в нашей стране, в общем доме, в котором живут также наши братья-мусульмане, братья по плоти, наши близкие друзья, родственники. И с ними нужно, безусловно, нам быть в мире, во взаимоподдержке. И то есть здесь нужно решить две задачи, которые как бы очень сложно, как кажется, совместить. Но тем не менее эти задачи никто с нас не снимает. И первичное, конечно же, благовестие. То есть мы должны словом, делом, помышлением, своим поведением, примером обращать призыв ко всем, вне зависимости от их вероисповедания, национальности, ко всем народам. И вот Андрей здесь подготовил свой доклад, он сейчас его расскажет. Прошу. Здравствуйте, уважаемые отцы, братья и сестры. Большая благодарность, что вы предоставили возможность выступить и сказать о своем опыте миссионерском. Я хотел рассказать о спецкурсе, миссионерском спецкурсе. Его название «Противоисламский катехизис. Проповедь мусульманам в контексте миссионерского образования». Данный спецкурс преподается на миссионерских курсах миссионерского отдела КЗ Филиппак. Эти курсы проходят онлайн. Основные предметы этого миссионерского курса годового
миссиология от послания апостола Павла и труда священномученика Ануфрия Гулика, аскетика, необходимая миссионеру по трудам святого Феофана Затворника, апологетика, которую же я веду, а также предмет диалогика. Это основные 4 предмета. Также на этих курсах преподаются еще отдельные спецкурсы для желающих, да, для тех, кто хочет как-то повысить миссионерский практикум и противоисламский катехизис. Вот эти два спецкурса тоже я веду. У нас уже 2-й год, это спецкурс, то есть уже 2-й выпуск. Спецкурс длится полгода, то есть 1 семестр. Причем, надо сказать, что это сокращенный вариант. Всего там у нас 20 занятий, вот полный курс, и даже он сокращенный, 20 занятий. 5-6 разделов, которые строятся следующим образом. Во-первых, преподают миссионеры практики, которые проповедуют мусульманам достаточно регулярно. Во-вторых, эти преподаватели имеют соответствующее миссионерское образование, либо теологическое, либо религиоведческое, именно по направлению ислама. 3 преподавателя, в том числе я. Курс строится следующим образом. Первое, понятно, вводное введение. Первый раздел Аллах, условно, да, название Аллах. 3 беседы, 3 лекции на эту тему с ответами на вопросы. И в конце миссионерская практика. Мы выходим на улицу в районе проспекта Мира, где хватает мусульман, там с ними проповедуем, общаемся вот на конкретную тему. То есть в течение месяца мы изучаем одну тему, как строить диалог, как его начать, как его строить, как его закончить, к чему конкретно призвать, какие конкретные места есть в Коране, какие конкретные места есть в Библии, в хадисах и так далее. И после этого идем на пробу и все это закрепляем. В следующем месяце, следующий раздел Мухаммад, в следующем месяце Коран, потом грех, учение о грехе в исламе, в православии, потом этика и последний просто 6-й раздел проповедь. Этот курс, спецкурс точнее, строится на принципе диалога. Обязательно проповедь идет в сравнении, то есть мы когда говорим о каком-то положении ислама, мы обязательно приводим положение в православии, которое, положительно, конечно, да, показывает преимущество того или иного положения по православному учению сравнительно с исламом. Вот этот принцип строится на этом принципе. В конце у нас зачет, выполняются творческие задания, построение проповеди либо в видео формате, либо в текстовом формате. Что еще здесь очень важно сказать, что сама идея этого спецкурса возникла просто в силу того, что не было понимания того, как это проповедовать. То есть были какие-то наборы, да, были какие-то издания книг, но все это было не систематизировано. Поэтому была создана для спецкурса специальная группа в телеграм-канале. Это именно учебная группа образовательной цели, где стали собираться информация, литература, примеры разных диспутов, выступлений, статей. Вот по всем этим темам даже больше. Там, наверное, сейчас порядка где-то около 25-30 тем открыто по разным темам, да, вот, христианско-мусульманского диалога. Информация постоянно накапливается, и в какой-то момент она выплескивается либо в новой проповеди, либо в новой статье, либо в новой книге. Но из последнего, что вот конкретно было сделано, допустим, была написана листовка по теме «В одного ли Бога верят христиане и мусульмане», был написан апологетический очерк «Чему поклоняются мусульмане, черный камень». Также практически готов очерк по Каабе, и вот идет в процессе работа тоже над апологетическим очерком по теме «В одного ли Бога верят христиане и мусульмане».
Очень важно тоже, мне кажется, сказать, что мы стараемся на спецкурсе, да, вот его организаторы, с одной стороны продолжать традиции дореволюционного миссионерства. Напомню, что до революции действовала Казанская духовная академия, издавала противомусульманские сборники, очень качественные по содержанию и по подаче. Причем эти сборники, авторами этих сборников были, в общем-то, студенты. И когда читаешь эти материалы революционные, вообще не понимаешь, если это студент, то какого же уровня будет преподаватель. То есть там студенческие работы у нас сейчас таких кандидатов нет. Вот. Потом, с одной стороны. С другой стороны, мы, конечно, смотрим, внимательно следим над теми работами, которые делают протестантские современные проповедники. Там есть тоже интересные какие-то наработки. Иногда даже интересно, а вот это я уже встречал у православного автора, противомусульманских религий. То есть видно, что протестанты, они многие вещи заимствуют у святых отцов и у наших авторов, причем гораздо более серьезно изучать, чем вот, собственно, и вот данный спецкурс, он, мне кажется, тем тоже интересен, что с одной стороны, да, вот он ставит задачу освободить русских людей, христиан, которые живут вместе с мусульманами, от вредного влияния последних. Я сейчас имею в виду именно об исламском учении. Потому что известны случаи совращения в ислам, как до революции это было, так и сейчас это есть. Просто напомню, да, пример. Есть такие блогеры, современные мусульманские, от 100 тысяч подписчиков, допустим, у одного 100 тысяч, у другого там чуть больше 400 тысяч подписчиков, которые активно проповедуют ислам, причем с таким очень серьезным, некорректным, грубым наездом на православие, граничащим с экстремизмом. Вот. И им нужно дать ответ. И как показывает практика, даже наши священники не готовы дать ответ. Если сегодня в наших семинариях академик учат диалогу с мусульманами, то вот представители такого, скажем, агрессивного ислама, скорее всего, это салафизм, ваххабизм, они ведут диалог совершенно в другой тональности. Здесь нужен, собственно, не диалог, а здесь нужно именно то, что раньше до революции называлось полемическим богословием. Даже не сравнительное богословие, а полемическое богословие. И вот наш спецкурс, он призван вот заполнить эту нишу, чтобы можно было отвечать на такого рода вопросы. Вторая задача спецкурса – это, собственно, просветительская, действовать просветительно на самих мусульман. Понятно, что мусульмане бывают разные. Одни вот такие, да, достаточно агрессивно настроенные, а другие вполне себе адекватные люди, с которыми не нужно, собственно, полемизировать, а нужно действительно просто вести диалог. Это, естественно, тоже необходимо учитывать, и в таких вот, в такой задаче мы тоже выступаем на нашем спецкурсе. И последнее, что я скажу, существует такой стереотип, будто бы наша церковь не благословляет заниматься проповедью мусульманам. Что касается официальных документов, слов самого патриарха, то это все есть в нашей миссионерской концепции. Говорится о народах, в которых да, вот мы живем, что они к нам сюда приезжают, мигранты, и о том, что мы должны проповедовать. Здесь у нас все хорошо. Мы просто можем идти проповедовать. Другое дело, что прямо не называется, что вот эти народы, они мусульмане. Хотя по контексту понятно, что мигранты у нас это мусульмане. То есть понятно, что речь идет о мусульманских народах, так или иначе. Вот, то есть благословение, официальное благословение в священном начале нашего синода, Еврейского собора на проповедь этим народам, то есть мусульманским народам, у нас есть. Нужно только идти и проповедовать. Спасибо, Андрей. А где информация есть в открытом доступе о вашем спецкурсе? Где ее посмотреть? Значит, смотрите, у нас это спецкурс образовательный. То есть, кто поступает на курсы, тот подключается к этим курсам. Да, там, ну, ко всем онлайн-площадкам и так далее, и так далее. А куда вы посоветуете? Да, у нас здесь очень все просто. У нас очень много книг, конечно, там очень много изданий, на самом деле, очень много сейчас миссионерских изданий, и наших, и русскоязычных, и англоязычных переведенных по этой теме. Поэтому книги
книг очень много. Но нашим учебником, официальным учебником, ну как, на наших курсах учебником является книга отца Георгия Максимова «Православие и слава». Я могу рекомендовать открытый телеграм-канал, не наш телеграм-канал, но он достаточно на высоком уровне, хотя все-таки не в нашем русле, но братский наш, скажем так, телеграм-канал «Христианство и ислам. Все точки над «и» Филиппа Чемпиона». Да, в принципе, это наш соратник, коллега. Давайте подведем некоторые итоги нашей конференции. На самом деле запланировано было больше докладов, больше времени должны были уделить. Много что требовало дискуссии, там, ответа на какие-то вопросы, большего развернутого ответа. Но тем не менее, мы подвели итоги за 22 года работы и отчет о проделанной работе с момента последней конференции. В том числе рассказали о проведении богослужений. В том числе сегодня была совершена божественная литургия на татарском языке, византийским распевом. То, как мы это хотели. Начало положено. То есть до этого божественные литургии были на татарском языке, но несколько в другой форме. Вот. Это впервые то, что мы хотели, именно восточного распева. Хотели тот вариант татарского языка, который сейчас наиболее понятен для большинства татарского народа и близких ему народов. Молитву «Отче наш» мы пропели на старом варианте татарского языка. То есть у нас были также на славянском языке молитвословия. Но в основном вот служение прошло божественной литургии на татарском языке, византийским распевом. И это впервые. Далее, необходимо подчеркнуть объединение православных христиан, разных православных христиан. Здесь не только имеются в виду православные татары, которые являются многокультурным народом, среди которых есть и этнические кряшины Татарстана, Башкортостана, которые имеют свою богослужебную традицию с 19 века, да, как Николай Минский, которого мы почитаем святым, отец Василий Тимофеев, которого мы почитаем также святым. И, они эту традицию создали не только для вот этой группы этнических крещенных татар, крещен Татарстана и Башкортостана. Они создали этот алфавит для всех татар и вообще шире для других близких татарам народов. И на основе этой кириллицы, на основе их наследия дальше развивались и даже литературные языки этих народов. То есть мы посмотрим, что тот же самый казахский язык, он не так сильно далек от того же самого литературно-татарского языка. А по сути раньше это был один литературный язык, который назывался Поволжские тюрки, язык Золотой Орды. И таких вот ныне считающихся отдельными народами этнических обществ у нас много, которые раньше пользовались одним литературным языком, он так назывался татарский язык или поволжские тюрки. Вот. Точно так же был джигатайский язык, который тоже объединял разные племена, там и уйгуры им пользовались, и нынешние узбеки, и таджики ираноязычные, которые знали этот язык, потому что там было принято знать, и если таджик, ты знаешь узбекский, если ты узбек, знаешь таджикский. Вот, поэтому нам нужно объединяться в деле проповеди Христа, в деле свидетельства Христа, с любовью к нашим ближним. Нам нужно выстраивать дружеские отношения с мусульманами, которые живут среди нас, и мы среди них. И нам мусульмане помогают, и сегодня здесь присутствуют мусульмане на нашей конференции, которые нам помогали и помогают, и мы им будем всегда помогать. И как люди, как братья, мы должны быть в мире. Но мы должны свидетельствовать тем, кого мы любим, о самом главном, о Господе нашем Иисусе Христе, свидетельствовать с любовью, рассказывать о том, кто Он, о том, что у Чен Аллаха, Чен Кише, истинный Бог, истинный человек. И при этом вот у нас такая задача. Мы должны из любви к ближним благовествовать, каждый на своем месте. Не все будут профессиональными проповедниками, но каждый должен благовествовать на своем месте. И не только словом, но и делом, и помышлением. И вот мы
здесь удовлетворены тем, что начался процесс объединения православных христиан для проповеди Христа восточных народов. И здесь не прозвучали, но должны были прозвучать некоторые доклады, касающиеся темы борьбы, например, с неоязычеством, вот прежде всего пряженским неоязычеством. То есть есть такая тенденция, там, современных пряжен как бы толкают, искусственно толкают под предлогом некоторой самобытности к вот этим формам неоязычества, пользуясь тем, что там есть масса невоцерковленных людей, бывают даже некрещенные люди, которые культурно относятся к крещенным татарам. Но в плане действительно крещения они не крещенные. Такой же есть не только среди татар крещенных, это есть среди русских такое явление. Это среди всех. У нас есть этнические христиане, которые о Христе ничего не знают. То есть, о чем мы тоже здесь должны упомянуть. Вот есть силы, которые пользуются таким положением и склоняют вот такое неоязычество под предлогом некой самобытности. Мы должны помнить, что традиция, которую создавали Минский, Тимофеев и другие, она не была направлена вовнутрь, она была направлена вовне. То есть это наше общее наследие, это необходимо подчеркнуть. У нас в нашей общине есть много этнических христиан, но не большинство, но присутствует. И вот, кстати говоря, Сергей у нас ответственный за это направление. Он хотел сегодня доклад делать интересный по поводу связи там вот этого неоязычества тюркского и язычества иранского, в частности про Иштар. Да, это мы, я сейчас, да, к сожалению, не могу дать слово Сергею. Я просто немножко поясню, что на самом деле это как бы идет разговор о том, что навязывается древнее язычество, которое уже было преодолено христианством, христианской культурой. Вот сейчас это как бы возрождается и пытаются это все навязать не только крещенам, не только русским, но вообще по всему миру. Так, у нас еще, да, большое спасибо, Сергей. Я обязательно, я потому что доклад мы этот обязательно опубликую, потом еще ты выступишь с ним. У нас, к сожалению, не получилось уложиться вовремя, соблюсти эти рамки, которые были нам отведены. Дальше мы выявили некоторое направление нашей деятельности, это проповедь протестантам и католикам из так называемых этнических мусульман. То есть люди уже себя исповедуют христианами, уже исповедуют, да? И при этом они не дошли до Христа, не дошли в церковь Христа. То есть они себя считают христианами, при этом они в церковь Христа не дошли. При этом и мусульмане уже их не считают своими, да? Потому что они были когда-то мусульманами, а может быть и не были. Дело все в том, что в советское время у нас было настолько нивелировано религиозное мышление, что вот это вот разделение на так называемых этнических мусульман или, допустим, этнических христиан, оно ну, как бы человека в современности, да, не обязывает быть вот тем, как его причисляют. То есть человек может сказать: да я никогда не стоял на намазе, почему вы меня считаете мусульманином, да? Но именно из-за того, что его считают мусульманином, у нас очень часто к нему не подходят наши проповедники. Боятся поссориться с мусульманами, потому что считают, что вот он этнический мусульманин, и вот мы не хотим поссориться, мы к нему как бы не пойдем, и пусть, мол, им занимаются имамы, муллы, а он выбора не делал такого в пользу именно вот ислама. Он не делал такого выбора, а мы к нему не идем. Понимаете, вот в чем дело. Эту нишу заполнили в свое время протестанты. Очень сильно эту нишу заполнили. То есть вот в Турции там свыше 20 тысяч человек, турок исповедуют, свыше 20 тысяч турок — это активные протестанты. Они представляют активные протестантские общины. Такое явление есть среди татар протестантов, среди башкир протестантов, узбеков протестантов, кыргызов. Да, и... Вот два слова буквально. Ну, во-первых, узбеки, как наследники Керимова, который боролся со всеми проявлениями религии,
крайне нерелигиозных, даже с точки зрения ислама, это раз. Вот. А второе, я несколько раз был на таком съезде, который организовывают Штаты и Великобритания, называется CAC или Central Asia Consultation. То есть в Турции снимают какой-то фешенебельный отель и собирают там миссионеров из Центральной Азии. Причем это и Афганистан, и Пакистан, и Иран, ну и включая там вот Средняя Азия, Кавказ и так далее. Вот. И это огромное движение, которое причем включает в себя много христиан, которые тайные христиане. Скажем, вот в общине Артура Сулейманова, известного пятидесятника из Махачкалы, ну, процентов 70 членов его церкви тайные христиане, потому что боятся мести со стороны родни. А таковых вот именно протестантов среди тюркских и кавказских народов очень много. Да. То есть есть вот это направление, которое уже за более 25, даже какой 25, 30 с чем-то лет, да, даже больше. После перестройки. Да, после перестройки его эту нишу заняли протестанты. Наши проповедники не ходили туда. Эти протестанты уже не являются мусульманами, они сами выбрали быть христианами, но при этом они ко Христу не пришли. То есть мы должны привести ко Христу. Это целое направление. Более того, они и не были, как правило, мусульманами, то есть они были людьми советского периода. То есть у нас сейчас свобода вероисповедания, человек может выбрать, какую веру ему исповедовать, он может выбрать то, что ему ближе. Вот. А мы, как ученики Христа, мы вообще говоря на это даже, собственно, и обращать внимание не должны. То есть мы в любом случае должны благовествовать. Но благовествовать у нас люди неправильно понимают, как будто это прийти и там начать там как-то, значит, какие-то разборки, там, ругать там, или еще что-то. Наоборот, благовестие подразумевает прежде всего дружбу. Прежде всего дружбу с мусульманами, не только с мусульманами, с людьми восточной традиции, восточной культуры. Это могут быть совершенно других взглядов люди. Как у нас сказано в миссионерской концепции, миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, нужно изучать мировоззренческий базис конкретной этнической группы. То есть у каждой конкретной этнической группы есть свой мировоззренческий базис. Ну, например, вот у татар исторически двухконфессиональный. То есть там и мировоззренческий базис, он двухконфессиональный. То есть там часть татар исповедует православие, меньшинство, часть татар исповедует ислам, большинство. Вот нужно изучить этот мировоззренческий базис. Более того, в этом мировоззренческом базисе даже у христиан есть разные, скажем так, культурные особенности. Вот в частности такая группа, это этническая внутри татарского народа, как этнические кряшины Татарстана, Башкортостана. Они получили вот эту традицию митского, но ведь на них же не ограничилось количество кряшин. Были и другие кряшины, которые не получили этой традиции. Те же самые сергачские кряшины, те же самые крещенные татары Рязанско-Тамбовской губернии и других губерний. Но вот получили в свое время эту традицию именно крещенные татары нынешнего Татарстана, Башкортостана. У них сложилась определенная своя культурная, тоже такая традиция, ментальность определенная, свое отношение к жизни. Мы тоже это должны понимать, мы должны изучать. Вот к кому мы приходим, допустим, к монголам мы пришли, да, к калхам-монголам, к бурятам, у них свое миропонимание, к калмыкам у них свое миропонимание. Понимаете, здесь много у нас есть, мы не знаем сами многих вещей, мы не знаем истории. Мы часто не знаем истории тех народов, кому мы хотим благовествовать. Это уже неуважение. То есть прежде чем пойти кому-то проповедовать, рассказать о Христе, ты изучи, кому ты пошел. Изучи хотя бы несколько слов на этом языке. Изучи историю этого народа, изучи его мировоззренческий базис, изучи его культуру. Как святитель Николай Японский. Как святитель Николай Японский. И тогда не будет вот этой вражды. То есть, ведь христианство, прежде всего, это религия любви. Да, мы должны быть готовы пострадать за Христа.
но не идти, как вот делали там рыцари-крестоносцы в крестовых походах. То есть это не наш метод, как говорится. Мир вам, Христос. Да, да. Поэтому вот нам нужно еще уделить внимание на изучение вот, историческое примирение. У нас должно быть историческое примирение, снятие споров. Внутри христиан споры есть. Между, например, допустим, теми, кто потомки булгар, то есть чуваши, они говорят на языке вот этой агурской группы. Единственный язык сохранившийся, это чуваши, которые сохранили язык агурской группы. Тот язык, на котором говорили исторические булгары, исторические хазары, гуны. И на этом языке больше других народов нет. Есть спор между ними и татарами. А татары частично ассимилировали исачных чувашей, частично ассимилировали казанских татар. И они как бы вот никак не хотят признать, что вот они ассимилировали исачных чувашей. Естественно, на этой почве возникает непонимание. Но мы, христиане, должны это преодолевать, эти непонимания. Мы должны преодолевать, во Христе все преодолевать, все наши споры. И споры, если были какие-то, вражда какая-то была между какими-то группами, допустим, была вражда между когда-нибудь, между какими-то группами, допустим, чеченского и русского народа. Христос, Он един. Мы не можем разрывать. Мы должны преодолеть все эти трения. Во Христе все трения должны быть преодолены. Мы должны быть в любом случае нацелены на мир. Поэтому мы благовествовать должны всем. Но тем паче тем, которые практически себя заявили, объявили христианами, но к ним никто не пошел. Вот это направление, например, протестантам проповедовать, привести их в ту церковь, которую сам Господь наш Иисус Христос создал. Потому что это действительно все не какие-то такие вот вещи, которые можно решить вот с наскока. А вот у меня настроение, пойду-ка я, значит, проповедовать. Нет, Кирилл и Мефодий постились очень долго, перед тем, как пойти проповедовать славянским и тюркским народам. Мало кто знает, что Кирилл и Мефодий проповедовали еще хазарам. Кстати говоря, и среди гуннов есть святой, это святой Грот Гунский, о котором все забыли, к сожалению. Поэтому вот такое вот историческое примирение. Потом нужно подчеркивать то, что между нашими народами намного больше общего, чем разного. Те же самые русские и татары имеют много общего, да, общих предков. Например, если брать там русское дворянство, русское казачество, оно практически все состоит из татар. Учитывая, что они потом еще друг с другом только соединялись в браках, то есть там был социальный разрыв, то практически мы можем брать любой дворянский род, он будет татарского происхождения. То же самое можно сказать о казачестве русском. То есть вот мне сегодня понравилось, немножко умилило, когда депутат уважаемый Константин Федорович сказал: я Затулин, но я, значит, происхожу от казаков донских, которые от слова Затула. Так Затула переводится «личность Бога». Причем с татарского языка, который на самом деле заимствован из арабского языка. Личность Бога. Зат-Ула, Аллах. То есть вот его фамилия, все правильно, от имени Зат-Ула. Вот у нас сколько таких фамилий. Вот, но при этом это же не говорит о том, что он теперь не русский. То есть мы всегда почему-то склонны противопоставлять одно другому. Давайте не будем противопоставлять. Никто не сделает Тургенева, например, меньше русским поэтом из-за того, что он татарского происхождения. Писателем, да? Никто не сделает Тютчева меньше, соответственно, писателем, поэтом, да, чем из-за того, что он татарского происхождения. Никто то же самое никогда не сделает по отношению к любому из наших классиков. Почему? Еще раз подчеркну. Они, как правило, все были дворяне, классики. А поскольку они были русские дворяне, так или иначе они имели татарские корни. Тот же самый Ермол Мурза, который был основатель рода Ермолова, который вот потом был губернатором Кавказа. Да, там были с кавказскими народами, понятно сейчас Ермолову какое отношение. Но если брать генетически, он происходит вот от Ермол Мурзы, от татарского Мурзы.
В свою очередь, сами татары тоже происходят не все от тюрков, да, хоть и тюркский язык там было происхождение от иранских племен, где-то от славянских племен, тех же самых ираноязычных племен, скифы, сарматы. У нас намного больше общего. Даже самая теория по происхождению знати русской, еще до татарской, которая есть версия, что они скандинавы, а есть версия, что это были сарматские племена. Также скифо-сарматские племена, которые имели, по сути, ту же самую составляющую, что потом татарские племена. То же самое говорили поляки про свою шляхту. Вернее, сама шляхта себя считала потомками сарматов. То есть у нас намного больше общего, чем разделяющего. У нас много происходит от незнания. Например, чеченский Тейпанин Гуной, он даже в названии слово гумен. Понимаете, у нас наши народы намного больше объединяют, чем мы думаем. И поэтому вот, диалог между христианами и мусульманами, он необходим честный, да? Я скажу больше, мы как организатор приглашали сюда муфти, которые могли бы прийти, и они приходят, в принципе, к нам, на наше мероприятие приходят и имамы, и муфти, то есть у нас всегда открытый диалог, у нас нет какого-то заговорческого клуба. То есть мы все уже находимся на том этапе отношений между христианами и мусульманами. То есть мы действительно в России, как братья, мы можем честно друг другу рассказывать свою веру. С уважением к собеседнику, с уважением к своему оппоненту. Но для христианина не цель спор. Для христианина самое главное поделиться вот этой радостью о Христе. О том, что Иисус Христос истинный Бог, Аллах, который воплотился, стал человеком, при этом остался Аллахом. При этом Иисус Христос есть Сын Аллаха. При этом Иисус Христос есть Искупитель. При этом Иисус Христос есть Слово Аллаха. Каляматулла. Это в Коране тоже написано. И объяснение, что такое сифат, например. Сифат. Да, Святой Дух будет Рухулла, Дух Божий. Так вот, есть сифат, словесность. Да, как раз вот этот сифат, это что такое? С точки зрения исламского учения, это то, что относится к Богу, но Богом не является. А у нас разница в том, в нашем понимании, что вот Каляматулла, это относится к Богу и Богом является. И Он и есть Бог, это вторая личность, это наш Господь, наш Иисус Христос. Ася Насих. Иса, Мессия, Иесуа, по-разному можно сказать, на разных языках. Вот наша задача все это говорить с любовью, не лишь бы поспорить, не лишь бы кого-то в чем-то обвинить. Вот ты веришь неправильно, там еще что-то. Еще раз подчеркну, мы должны быть в мире и в дружбе. И вот наша конференция в том числе вот направлена на это. Также вот способствует передаче мощей святого Феодора Болгарского, если их передадут Русской Православной Церкви, это только поспособствует дружбе христиан и мусульман. Это никак не будет камнем преткновения, наоборот, это был действительно период, и это тоже исторически зафиксировано. Была насильственная исламизация со стороны хана Узбека, когда он исламизировал татар, а татары были, это соединение кыпчаков и татар восточных. Они соединились, государство Золотая Орда, потом они исповедовали изначально христианство, отчасти были еще рудименты язычества, но они шли вот таким вот поступательным движением к такому укоренению в христианстве. Потом была исламизация насильственная, да, это был исторический период. Но это не значит, что все татары, которые потом стали мусульманами, вернее, которые и потом стали мусульманами, и до этого были мусульмане, что они все насильственны. Нет, были группы татар, предков татар. Вот в государстве Харем-Шахов были часть татар, предков татар, которые исповедовали ислам. Там нет сведений о насильственном исламизации. То же самое у нас была история с волжскими булгарами, да, там это предки чувашей, но в том числе и одни из предков казанских татар. Там тоже, хоть это и поверхностно было, но часть ислам исповедовали, ну, те, кто выбрал по выбору, да, то есть это свобода, да, Господь дал людям свободу выбора. Почему вот святой Александр Невский, он выбрал именно сторону Востока?
Почему? Потому что тогда была конституция, гарантирующая свободу вероисповедания. Но при этом особый статус, особое положение было у Русской Православной Церкви. Вообще у Православной Церкви. Тогда было 6 епархий в Золотой, 6 митрополий в Золотой Орде. Это русская митрополия, аланская митрополия, митрополия Зихи и Матрахи, митрополия Сабдеев-Фу, Готская митрополия и Херсонесская митрополия, Херсонская. 6 митрополий. И вот предки современных адыгов, они тоже были христиане. Почему сейчас у нас часто бывает спор, вот ингуши, например, говорят, мы потомки алан. Правильно, они потомки алан, но в каком смысле? Потому что была аланская митрополия. И все, кто входил в аланскую митрополию, говорили, что они аланы. Поэтому и осетины потомки алан, и ингуши потомки алан. Хотя аланский язык сохранили осетины, аланский язык. Но с точки зрения вот религиозного вхождения в аланскую митрополию, это были и ингуши тоже, и чеченцы тоже отчасти. Да, до сих пор есть. И до сих пор есть. И самое главное, что исторически мы не затронули многие моменты в этой конференции, хотя хотели затронуть. То есть нужно организовать музеи, организовать выставки, вести просветительскую работу. И тогда будет от знания, у нас будет и крепнуть, и дружба, и тогда мы будем все лучше благовествовать Христа. И те, у кого есть действительно поиск, действительно выбор, те, кто видят во Христе своего пастыря, своего пастуха, они придут к своему пастуху. Всегда надо, чтобы люди обратились ко Христу, обратились искренне. И вот сейчас я, завершая нашу конференцию, мы раздавали резолюцию, мы ее зачитывать не будем. Сейчас прочитаем молитву, и всех просим разобрать, с собой взять пироги, выпечку другую, то, что есть из еды, пожалуйста, все заберите с собой. И потрапезничайте, к сожалению, мы не уложились в эти рамки, но вы, пожалуйста, потрапезничайте, и это будет продолжением уже нашей встречи. Потом мы, даст Бог, эти встречи продолжим. Мы подготовили резолюцию, эту резолюцию все прочитали, мы эту резолюцию опубликуем, дадим священноначалию. Вот большое вам всем спасибо, еще раз Инзу Рахмат Сизья, и давайте помолимся.